наше мероприятие «Круглый стол», посвящен столетию нашей республики. Вы в курсе все, связано со столетием нашей автономной республики. Проходите, пожалуйста. Мероприятия различные проводятся у нас в республике, разные встречи, материалы издаются, публикации имеются, печати. Так что разнообразные мероприятия проводятся. А сегодня мы, научная общественность, на территории Академии наук Республики Саха-Якутия мы решили провести круглый стол, посвященный этому событию. Дело в том, что наука имеет, конечно, свою функцию. Я имею в виду сейчас, в данном случае, наша республиканская наука имеет свою функцию, свои цели, задачи. И она не может обойти этого исторического события, образования СССР. Здесь есть немало вопросов, о которых можно поговорить, но и во всяком случае, вспомнит об этом историческом событии. И мы пригласили в связи с этим небольшой круг, вы заметили, небольшой круг юристов, экономистов, философов, и молодежь, аспирантов. Но это не торжественное мероприятие, а сугубо круглый стол научный в этом смысле. Кроме тех, которые мы пригласили, конечно, и другие знают, по желанию сейчас могут прийти и принять участие. Это само собой. Здесь что? Как на правах модератора, дайте мне в 2 словах некое вводное сказать, несколько слов. Во-первых, историческое событие для нас всех является поводом для того, чтобы мы могли об этих событиях вспомнить. В частности, скажем, в последние годы буквально ряд исторических событий, начиная с столетия Октябрьской революции, 150 лет рождения Владимира Ильича Ленина, 200 лет Маркса. Дальше, сегодня столетие образования республики. Эти события, они нам дают повод для того, чтобы вспомнить, для того, чтобы обменяться мнениями, соображениями. И главное, конечно, наука ставит задачу оценка исторического события. Это очень важный момент для науки. Почему? Ниже я попытаюсь сказать. Дальше главное изучение исторического опыта за этот период имеет большое научное значение во всех отношениях в области наук, образования, медицины, государственного строительства и так далее. Исторический опыт республики. И еще речь идет, когда мы обращаемся к таким историческим событиям, речь идет об уроках истории. За этот период что произошло, как были решены важные актуальные задачи, какие достижения, какие, может быть, упущения, даже, может быть, ошибки. В любом случае, когда мы говорим об исторических событиях, то мы говорим об уроках, с тем, чтобы те недостатки, ошибки, может быть, не повторять. Это научная проблема, это функция науки. Ради этого конференции проводятся, ради круглые столы научно-общественной системы, чтобы какие-то выводы сделать, какие-то оценки можно сделать. Это первое, что я хотел отметить. Второй момент.
именно связанная с пониманием истории народа, связанная с вообще осмыслением, переосмыслением истории. Здесь с какой позиции, с какой методологической позиции подойти, оценить, в частности, исследовательской работе, чем руководствоваться, какой ориентир в данном случае. Вот здесь в науке мы говорим обычно общие принципы научного познания, в данном случае исторического знания. Что я имею в виду? Во-первых, рассмотрение вот таких событий в контексте мировой истории, мировой цивилизации. В данном случае 100 лет развития народа. Народ в данном случае народа Саха и народов республики. То есть любой народ с точки зрения мировой цивилизации – это уникальное событие, уникальное явление. Имеет свои особенности, имеет свой... Так, пожалуйста, вы проходите сюда, за столом. Да, имеет свои особенности, поэтому стоит всегда проблема, задача сохранения, уникальность любого народа. Мы в большей степени говорим о правах личности человека, но мало мы говорим о правах народа. Правах народа, место, положение, перспектива, судьба народов. В данном случае как раз вот этот момент, я считаю, один из моментов, когда мы рассматриваем вот это событие, историческое событие, именно в контексте мировой развития мировой цивилизации. Ведь в природе заботимся о том, чтобы виды животных, растений сохранить, многообразие, биоразнообразие природы. Примерно такая же ситуация в обществе. Сохранение разнообразия вот этого человеческой популяции. И речь идет вообще народа как уникального явления. И второй момент здесь, с точки зрения методологического подхода, я бы отметил, каждый народ живет в рамках определенной общественной системы. В данном случае, когда мы говорим о якутском народе и народах Севера, то в контексте российской истории. Так стало быть, образование ЯСР в 22 году... Владимир Степанович, садитесь, проходите, пожалуйста. Так, образование ЯССР тесно связано с историческим событием в начале 20 века. Революция 17 года, образование Советского Союза в 22 году. И это образование связано с деятельностью многих людей, коллективов и так далее, историческими событиями того времени. Поэтому рассмотрение вот этой нашей проблемы именно в контексте истории России, не оторванно, естественно, как все это произошло, закономерности каковы были. И третий момент, который бы хотел я подчеркнуть, конечно, с точки зрения методологии, рассмотрений, оценки вот, исторического развития народа, конечно, учет специфики каждого народа. В данном случае, если северный народ возьмем, народ Саха возьмем, живет в специфических экстремальных условиях, занимает определенные территории, место, ландшафт определенный природный, имеет свою историю, свою традицию, культуру, свой язык и так далее, свои проблемы. До революции в каком состоянии, а дальше что произошло. То есть в этом духе, контексте все это, значит, должно быть. И получается такое глобальное рассмотрение вот этого события сегодня. Но к этому еще добавляются конкретно исторические события, тоже оказывают влияние в оценке таких событий. Но я имею в виду последние события, скажем, в Европе, в частности,
российско-украинский конфликт возьмем, здесь возникли новые актуальные проблемы. Проблема нацизма, национализма, национальных отношений, русофобии. Кроме этого, еще имеют место такие явления, как десоветизация, декоммунизация. Что они собой представляют? В этих условиях, как мы должны все оценить, то, что произошло вот за 100 лет, то, что происходит, как оценить. Здесь действительно в последнее время, вы, наверное, все заметили, есть моменты, которые ненаучные, политизированные взгляды, оценки вот этого нашего события столетия. Есть попытка некая недооценка, замалчивание, может быть, даже, некое противопоставление вот этих периодов нашего развития, от возникновения автономной республики до 90-х годов, а потом до 90-х годов по сегодняшнее, вот эти два этапа, есть какое-то мнение, противопоставление и так далее. Недооценка вот это события образования автономной республики. Разные подходы, даже есть, даже неудобно говорить, что есть даже высказывания, может быть, о них и не стоит говорить, но для того, чтобы как-то актуализировать проблему, чтобы я скажу, некоторые даже предлагают, что это юбилей столетний отметит как день скорби по репрессиям. Видите, какая крайность оценки. Вот в этих условиях еще возьмите, насколько легитимным является образование Якутской автономной республики, когда начали говорить о том, что была заложена бомба в 20-х годах, вот потом и распался Советский Союз. Тогда получается возникновение Советского Союза, образование автономных республик тоже каким-то нелегитимным явлением является. Я просто немножко утрирую, может быть. Вот такой подход может иногда, такие мнения возникают. Тогда можно ли то, что я сказал, имею ли право говорить о том, что это образование – это историческое событие? Тут же вопрос возникает. Мне тогда надо будет обосновать, доказать, что именно так. Получается, такая ситуация возникает. А если я скажу это образование СССР, республики СССР, это один из показателей вообще исторический опыт национальных отношений. Если я так скажу, то тогда придется мне доказать, обосновать все это. Так ли это на самом деле? Ну вот такие моменты возникают в науке сегодняшней, в оценке вот этого сегодняшнего исторического события, которое 27 апреля этого через несколько дней будем отмечать столетие. Ну, на правах модератора я хотел просто вот так несколько слов сказать. Какие у вас соображения? Вначале о регламенте, да, договоримся? По регламенту 7-10 минут, наверное, да? Потом вы заметили, там список выступающих, это те, которые предварительно мы с ними говорили, но еще некоторые еще туда, может быть, и не попали, но это ничего страшного. Вот, сегодня мы отдадим им слово. Но потом там темы сформулированы. Это условно, самое условно. Вы тогда договорились, что каждый может говорить все, что желает по поводу этого события. Потом уже мы развернем разговор, обсуждение. Нынче мы отмечаем столетие автономии нашей республики. Понятное дело, что автономия в 1922 году не могла возникнуть
на пустом месте. Вот, предпосылки исторически они имелись вот, в виде Степной Думы. Дело в том, что благодаря вот реформам Спиранского Михаила Михайловича, чиновника Российской империи, вот, для всех народов Сибири вот, были введены такие структуры управления, как родовое управление, и народное управо, и степные думы. Вот. Но если для других вот, тюркских народов степные думы, вот, например, для бурятов, там имелось от 10 до 12 степных дум. Вот. То же самое вот, было у народов Алтая, да? То в Якутии у нас получилась одна степная дума, которая была образована в 1827 году вот, и существовала до 1838 года. Дело в том, что имперская власть в целом давала вот, общую сумму сбора налогов, тогда это называлось ясаком, вот, а степная дума как раз занималась раскладкой вот этих налогов ясака по улусам и наслегам, и плюс вот раскладкой повинностей. Что это означает? Это означает, что вот у деятелей степной думы в руках оказалась вот информация об учете народонаселения, о народах обширной Якутской области. Вот, Якутия – это территория, равная практически всей Западной Европы. Вот, то есть это движение народонаселения, это учет населения, это также вот Степная дума занималась вопросами экономической самостоятельности, когда она добивалась предоставления якутскому населению, якутам вот право извоза на доставку грузов. Вот. И вплоть до, включая вопросов культуры, это открытие училища в Якутске. Вот такой достаточно широкий круг вот, вопросов входил вот, в компетенцию Степной думы. И в орбиту Степной думы попало 60% территории и населения вот, тогдашней Якутской области. То есть возник своего рода монстр большой. И вот по общему признанию историков, вот это и послужило причиной того, что губернаторская власть усмотрела в этой степной думе своего конкурента. И это послужило одной из причин закрытия вот этой степной думы. Следующей предпосылкой это являлись органы земства, но о них подробно расскажет тут Пантелеймон Пантелеймонович Петров, кандидат исторических наук. Я вкратце хочу отметить, что органы земства они появились поздно, после февральской революции 1917 года, хотя по всей стране они возникли и функционировали уже в ходе великих буржуазных реформ 60-х годов. Вот. И здесь я хочу подчеркнуть только один момент, что в течение вот 1917 года и до конца 1919 года, до декабря, до установления власти большевиков, вот, Якутская область фактически вот, она представляла собой суверенное государство, потому что вот, в стране революция была, гражданская война началась, Якутия поддержала тогда временную власть, вот, и в течение 2 лет вот, органы земского самоуправления во главе вот, земской управой Никифоровым Василием Васильевичем они управляли вот, обширным регионом, самым обширным регионом вот, России. Вот, и тогда вот именно вот этот опыт выборов гласных, то есть депутатов вот, в органы земства, их деятельность в условиях изоляции, вот как раз было большой вот такой предпосылкой возникновения автономии. Вот. Что касается самой автономии, то здесь вот уже в 1918 году по Конституции Советской России от 1918 года и по Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа
который был обнародован тоже в 1918 году, вот там прямо говорилось, что Советская Россия должна представлять собой Федерацию национальных республик, либо там союз свободных народов. Вот такие формулировки, они вошли вот как раз вот в эти два официальных документа Советской России. Так, в 1920 году, вот с апреля по август, по инициативе сибирских органов, вот, и Якутия, это Сибиревком и Сиббюро, вот, Якутия стала районом Иркутской губернии. Но почему так произошло? Вот если исходить из логики сибирских управленцев, то Якутия, да, Якутская область в течение многих десятилетий, даже можно сказать столетий, подчинялась лично вот иркутскому генерал-губернатору. Вот как раз вот в богатейшем иркутском архиве содержатся вот отчеты якутских губернаторов. Я там работал, вот подлинники с подписью губернаторов, начальников Якутии, с печатями. Вот, и напрямую подчинялась вот как раз Иркутску. Вот, но здесь сразу же началась борьба. Вот первый этап борьбы за автономию, это когда руководители Якутии не согласились, категорически не согласились с этим решением. И вот профессор Гаврил Георгиевич Макаров в своей монографии как раз он это и описывает. И вот в архивных документах сохранились данные, как якутские делегации ездили в Иркутск, вот, на совещаниях отстаивали право возвращения Якутии губернского статуса. И в результате вот этой борьбы этот статус был возвращен Якутии в августе 1920 года. В конце 1920 года состоялся в Москве 8-й съезд Советов РСФСР, вот, куда в качестве делегатов были отправлены вот Степан Максимович Аржаков, Георгий Семенович Ефимов. Ну, сейчас вот среди журналистов и публицистов принято, что вот, мол, его роль замалчивалась историками. На самом деле, вот если вы откроете монографию профессора Макарова, изданную в 1988 году, там фамилия Ефимова обозначена, вот, и что он был членом вот этой делегации. И третьим членом был бывший полицейный Сибиряков-Виленский. Вот, и они, как будучи в Москве, вот, зашли вот в наркомнац. Вот, тогда руководил наркомнацем Иосиф Виссарионович Сталин. Но сохранились многочисленные воспоминания, они сейчас в открытом доступе опубликованы, о том, что Сталин в те годы, конечно, не был таким вот грозным правителем. Он тогда был начинающим управленцем, Сталин. И как раз вот в Москву приходили очень многие ходаки из Средней Азии, с Кавказа. Вот. Каждый требовал дополнительных льгот, привилегий, вот, гарантий для своего народа, для своего национального региона. Поэтому происходили в наркомнации очень ожесточенные такие вот дискуссии, споры. И порой Сталин убегал, вот, скрывался от своих посетителей. Вот сохранились исторические воспоминания, его там искали по кабинетам. Вот, и в такой ситуации вот как раз наши якутские делегаты поставили вопрос о якутской автономии и получили согласие со стороны наркомнации. Был образован специальный якутский отдел, и я хочу подчеркнуть, вот, обратить ваше внимание, что в задаче вот этого якутского отдела вот как раз первым пунктом стояло научное обследование Якутской области. Понимаете, вот революция, гражданская война, вот, а якутские делегаты, вот, организуя вот якутский отдел, национальное возрождение, будущее возрождение, как раз вот начинали с вопроса науки. Вот. Также там стояли такие задачи, как публикация художественной литературы. Вот там достаточно вот такие обширные были.
вот, и другие там задачи по развитию культуры, искусства и прочее, они как раз вот вошли в задачи, круг задач якутского отдела. Однако в 1921 году, вот 17 января, вот, якутское губбюро, оно возразило против предоставления статуса автономии, это на съезде Советов, вот, но благодаря тому, что вот идеи вот этого автономизма уже проникли в улусы, вот, было принято такое решение, вот это совещание приняло решение начать агитацию среди народа о политическом статусе автономии. Весной, в марте 1921 года, вот наши отцы-основатели, основоположники якутской государственности, это Сидор Никифорович Барахов, Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Амосов, вот, они побывали в качестве делегатов на 10-м съезде, вот, и по возвращению в апреле 1921 году вот, в Омске, ну, Омску тогда подчинялась вся Сибирь, включая вот Якутию, где вот находились Сиббюро и Сибревком. Позднее вот эта столица переехала в Новониколаевск, ныне это Новосибирск. Вот как раз здание тут Сибревкома, презентации вы можете увидеть, оно хорошо сохранилось в Новосибирске. Вот. И здесь как раз они приехали не с пустыми руками, а привезли с собой проект положения об автономии. И здесь вот мнение сибиряков, сибирского руководства, оно разделилось. Вот. Одни, как Смирнов, ну это будущий деятель, вот, сподвижник Льва Троцкого, Иван Николаевич Смирнов, вот, и Хатимский, они вот, возразили. У них было два положения. Вот почему они не хотели, выступали против предоставления статуса автономии Якутии. Во-первых, то, что вот близость иностранных держав, это Япония, это Соединенных Штатов Америки, вот, и тогда вот геополитика играла большую роль. Дело в том, что в тот период, в 1921 году, Якутия находилась на политическом пограничье. Дело в том, что вот юг Якутии, да, там граничил с так называемой Дальневосточной республикой, ДВР, вот, с которой Ленин вел официальные вот, переговоры. Вот, ДВР это было государством, которое вело переговоры и с Японией, и с Советской Россией, и с Лениным. Вот, и с ней граничила вот как раз наша Якутия. Вот. И второй момент – это отсутствие подготовленных кадров. Ну, действительно, коммунистов, большевиков было очень мало, десяток другой только в Якутии. Вот, на это обратили внимание. Вот. Но другие деятели вот, сибирской власти, вот, Чуцкаева, там, они сказали, что если мы якутам откажем в автономии, то это послужит нарушением ленинской национальной политики и наоборот будет способствовать возникновению идеологии национализма в Ленском крае. И это побудет вот как раз вот станет причиной разрастания и возникновения массового повстанческого антисоветского движения. Вот. Голоса разделились 2 на 2, поэтому решение, вот, окончательное решение было делегировано Москве. Москва должна была решить этот возникший спор. Вот. В июне, да, Егор Петрович. Не закругляться, да? Да, основные моменты. Основные моменты, да. Тут, конечно, перипетий очень много. Да. Я не буду пересказывать монографии доктора наук Федорова Михаила Михайловича, да. Вот, Макарова, тут целые вот монографии написаны. Мы сегодня не одолеем все проблемы. Сегодня мы это не закончим. Я это завершаю свое, ну, такое краткое
вступлении, да, как бы в дискуссию, хочу отметить, что в результате вот этих дискуссий, вот, они возникли не только вот на уровне Сибири, они возникли и на уровне Якутска, вот здесь на втором областном съезде. Вот наши якутские большевики тоже возражали, и Максиму Кировичу Амосову с большим трудом, с перевесом буквально в несколько голосов удалось вот убедить своих вот однопартийцев с тем, чтобы Якутии предоставили статус автономной республики, который был предоставлен как раз вот 27 апреля 1922 года. Хорошо, и в качестве выводов я хочу отметить, что первым здесь вот в чем значение было вот якутской автономии, это в том, что благодаря автономии вот ныне и политологи, и историки все более склоняются к выводу о том, что оно способствовало вот конструированию народов Якутии, прежде всего якутской нации, и второй вот произошла консолидация якутской нации вокруг вот молодого тогда руководства во главе с Бараховым, Аюнским, Амосовым, Ржаковым, Степаном Васильевым и многими другими. Вот в этом я хочу подчеркнуть мысль, что вот массовое вовлечение беспартийной интеллигенции, амнистии, даже вот двое руководителей контрреволюционного правительства Виану, которые вот сражалась в годы гражданской войны, они были амнистированы и вовлечены во власть с тем, чтобы доказать федеральному центру, что и в Якутии имеются свои интеллектуалы, интеллигенция, что есть кому работать и развивать национальную государственность. Ну, хорошо. Благодарю за внимание. Спасибо. Ну, наверное, вопросы зададим, да? Да, конечно. Егор Михайлович Ларионов, бывший сенатор. Для молодежи я говорю. Такой, уважаемый ученый. Да. Предмет разговора сегодня у нас должен состояться наверняка об образовании автономной республики Саха-Якутия. Первый вид государственности. А вы в своем выступлении начали о том, что республики, то есть Якутия, было до 22 года свое суверенное государство. Вот интересно, тогда зачем сегодня мы собрались? Надо было копаться о том, что, оказывается, у нас суверенное государство было до образования автономии. Это первый вопрос. Второй вопрос. Все-таки неэтично. Сегодня вы, как конкретно занимаешься этим вопросом, могли бы начать от действительных организаторов автономии. Да, названием по очередности. Просто неудобно. Ну, взяли там, первым поставили Барахова, там потом еще других. А у Максима Кириллова, по-моему, ни слова. Только вот в конце вы сказали. Просто вот я сижу, я не ученый, вот Егор Михайлович, там против моей фамилии написано доктор юридических наук. Это надо поправить, сказать депутат, юрист, не работает. Ну да, тут Тогда получится. Вы вас возвысили. Это Хорошо. Как несведущий вот вопросом научных кругов, меня очень вот затронуло вот эти два вопроса. Да, вот эти два вопроса. Егор Петрович. Да, спасибо, Егор Михайлович, за вопросы. Вот, на первый вопрос я так хочу ответить, что здесь я опирался на монографии доктора исторических наук Василия Игнатьевича Федорова. Вот, это он сформулировал такой вывод, да, и докторской диссертации о том, что в 1917-19 годах Якутия фактически, не юридически, фактически, да, существовало как суверенное вот отдельное государство в условиях распада, изоляции
революции, гражданской войны. Вот. Земские органы власти, это, конечно, органы местного самоуправления было. И как раз вот слабость этой модели государственности заключалась в том, что отсутствовала вот такая жесткая вертикаль исполнительной власти. Вот. Это стало и одной из причин ее падения. Хорошо. Вот. Ну, что касается фамилии, они вот у меня доклад тут на 15 страницах, тут имя Максима Кировича очень обильно цитируется. Я просто не стал вот крупными мазками, да, а так, конечно, Максим Кирович, у меня и статьи есть, многочисленные монографии, вот я писал вот обо всех деятелях, вот, ну, включая и Максима Кировича, Платона Алексеевича и других. Так, ну, да, Егор Петрович, все-таки вы поняли, да, когда вы выступили в кратком выступлении, конечно, можно многое упустить, но для того, чтобы в кратком выступлении все-таки суметь сформулировать основные моменты, когда вот Егор Михайлович задал вопрос 2, действительно проблема государственности и проблема вот этой плеяды наших первых деятелей. Действительно здесь вопрос непростой. Вы потом, коллеги, потом скажете, вы знаете, разные оценки сейчас уже пошли. Я немножко затронул, чтобы вот этот момент. Так, хорошо. Ну, может быть, пойдем дальше, да? Так, ну, по истории Пантелеймонович претендуете, да? Поскольку это история. Спасибо. Так. Это кандидат исторических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований. Егор Петрович, он уже выступил и Егор Михайлович тоже задал вопрос о существовании суверенного государства, так? Но я полагаю, не так. Но в то же время у меня свое мнение. Пожалуйста. И предлагаю вот послушать. Василий Васильевич Никифоров и вопросы автономии. Так называется мой доклад. Представители национально-демократической интеллигенции еще в годы Первой русской революции ставили вопросы создания в области органов земского самоуправления. Они связывали институт земства с идеями подлинного народного самоуправления. Надо сказать, что одним из результатов борьбы инородцев за введение земства стало создание ими Союза якутов в начале 1906 года, деятельность которой, как известно, подверглась запрету. Лидер якутской интеллигенции Никифоров, находясь еще под следствием по делу Союза якутов, ставил вопросы о введении земства в условиях тогдашней Якутии. Он в 1908 году в газете «Якутская жизнь» опубликовал архивный документ, рассказывающий о подвижническом труде якутских улусных голов Софрона Сыранова и Алексея Аржакова в отстаивании прав и интересов якутских масс в XVIII веке. Василий Васильевич на примере деятельности Сыранова и Аржакова заявляет в этой статье, что, кавычка, мысль о самоуправлении и даже автономии, нами подчеркнуто, зародилась в умах инородцев очень давно. В конце февраля 17 года произошла Февральская демократическая революция. Революционные события в марте дошли до Якутска. Было образован Якутский комитет общественной безопасности, ЕКО. Василий Васильевич Никифоров вошел в состав этого комитета и принимал активное участие во всех его заседаниях. Он и его соратники разработали программу съезда якутских и русских крестьян 3 южных округов Якутской области. Первый свободный съезд якутов Саха и русских крестьян состоялся 26 марта.
на котором были обсуждены важные политические и экономические вопросы, интересовавшие не только крестьянство, но и всего населения Якутии. Из них наиболее острыми на тот момент были вопросы по подготовке к выборам Учредительное собрание России и выработка положения о земском самоуправлении. Съезд признал необходимость введения земства как органа местного самоуправления в области. Выработал временное положение о земском самоуправлении Якутской области, составленное на основе проекта Никифорова в 1905 году. В новых исторических условиях Никифоров большое внимание уделял консолидации демократических сил общества вокруг национальной интеллигенции. И в целом, благодаря его титанической организаторской деятельности, были созданы общественно-политические объединения, такие как Союз Свобода, Якутский трудовой союз федералистов и Национальный комитет, которые в последующем сыграли активную роль в проведении демократических преобразований в 1917-1919 годы. Осенью 1917 года в Якутской области развернулась широкая кампания по выборам в земские органы управления и учредительное собрание. Надо сказать, что это были первые демократические выборы. Выдвижение кандидатов в гласные депутаты проходили на альтернативной основе. Все революционные партии, кроме социал-демократов, активно включились в земскую выборную кампанию. По ходу предвыборной гонки сложился эсеро-федералистский блок, который успешно провел своих представителей депутаты в учредительное собрание. Наибольшие голоса избирателей набрали один из основателей партии Якутский трудовой союз федералистов Ксенофонтов и эсер Панкратов. При составлении списков земских гласных большинство кандидатов прошло от их блока. Следует заметить, что в избирательных участках впервые присутствовали наблюдатели от обществ и политических партий. Земские выборы проходили поэтапно на 3 уровнях: на волостном, улусном, уездном, окружном и областном губернском. В Якутском, Вилюйском и Алекминском уездах всеобщим голосованием, в котором приняли впервые участие и женщины, было избрано 673 волостных земских гласных. В 2 северных округах выборы не были произведены из-за отдаленности, малочисленности населения и их неподготовленности к таким политическим кампаниям. Значит, извините, непосредственно по времени и событиям образования хорошо было бы там перейти. По итогам выборов было образовано областное земское собрание, которое избрало членов областной земской управы во главе с Никифоровым. И Никифоров к этому времени Якутская область находилась в таком каком-то почти блокадном состоянии. Так, это 1918 год. И к этому времени он дальше развил вопросы автономии и в 1918 году под псевдонимом Якут выдвинул идею самоопределения народов России. Это опубликовано в газете «Голос труда». Вот. Ну и были организованы органы земского управления на местах. Областная земская управа за 2 года своего автономного существования от остальной части России, автономного существования, не суверенного, а автономное существование от остальной части России сумела сделать многое. Особенно это касается народного образования.
здравоохранения и культуры, развития ремесел и кустарных предприятий. Достаточно сказать, что за 2 года существования в области открылись десятки школ и лечебных пунктов, улучшилась материально-техническая база старых учреждений, расширились стационарные больницы, стали издаваться газеты и журналы, ставили спектакли местными драмкружками. Мирная хозяйственная деятельность якутского земства была прервана восстанием местной воинской команды во главе большевиков 15 декабря 1919 года. Были арестованы видные деятели земства, в том числе председатель Якутской областной земской управы Никифоров. В начале 1920 года была ликвидирована деятельность органов земства. Исторической заслугой Никифорова и деятелей земства надо признать, что организованная ими Якутская областная земская управа и земские органы на местах в годы гражданской войны в России сумели сплотить население области вокруг земства и обеспечить мирное развитие событий в пределах отдельно взятой области и тем самым избежать братоубийственную войну. Василий Васильевич Никифоров и его соратники видели в Институте земства как одну из форм автономии и сумели, хотя и в короткое время, организовать не политизированные, не идеологизированные органы местного самоуправления в пределах Якутской области. Хорошо, спасибо. Ну, вопрос. Да, вопрос, пожалуйста, если есть. Но потом тоже можно вернуться по первому докладу, по второму докладу, пожалуйста. Так, мы дали слово историкам с теми, чтобы нам немножко рассказали, дали вспомнить о тех временах, событиях. Ну, там историки еще могли бы сколько угодно. Целый, значит, они историю Якутии написали. Целый 3-й том наверняка посвящен целиком 20 веку, целиком по настоящее время. Вот. Но мы, значит, если бы пошли бы в сугубо, тогда только одних историков мы собрали бы. А в данном случае вот это событие историческое мы с разных сторон хотели обобщенно, общая оценка, проблемы, тенденции и так далее. Так, ну разрешите мне дальше предоставить слово юристам. Дмитрий Николаевич Миронов. Ну, для молодежи я скажу, это бывший председатель Конституционного суда нашей республики, доктор юридических наук, профессор. Вот, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Николаевич. Ну, я присутствующих сразу хочу предупредить, я никогда не интересовался конкретной историей Якутии, и поэтому я не претендую на какие-то вещи, которые направлены на то, что раскрыть новые страницы, новые моменты истории развития Якутской АССР и так далее. Но мне кажется, очень такая своеобразная, плодотворная для нас мысль о том, что то, что говорил Егор Михайлович, наш модератор, что каждый народ – это уникальное событие в истории. Но вот если с этой точки зрения посмотреть на наше развитие, конечно, каждый народ ищет свой исторический путь развития и в конечном счете, наверное, желает попасть в сферу исторической логики, правильной исторической логики. Той логики, которая многому помогает и помогает решать многие спорные вопросы, которые возникают у современников. Вот с этой точки зрения, если посмотреть, то, как мне кажется, в развитии
различных идей, различных групп, социальных отношений в Якутии, значит, в какой-то степени напрашивается такой вывод, что в какой-то мере всегда присутствовала борьба между саморазвитием и развитием в составе. И мне кажется, в конечном счете, историческая правда, видимо, в какой-то степени состоит в том, что якутский народ, как уникальный народ, пришел к выводу, что надо развиваться в составе. И те силы, которые выступали с этими положениями, всегда оказывались в какой-то мере наверху и в достаточно хорошем положении. Первое, что мне хотелось бы высказаться относительно такого момента, поскольку здесь присутствует историк, я хочу воспользоваться и проверить себя в каком плане. В истории Якутии, как мне кажется, можно каким-то допуском условностей выделить древний этап и дореволюционный, и этап Якутской ССР советского времени и современный этап. Но что характерно? Мне кажется, характерно вот что. Каждый этап, каждый период готовил возникновение следующего этапа. Вот древний этап в какой-то мере действительно был подготовительным этапом развития Якутии, значит, в условиях того, о котором мы говорим в составе Российской Федерации. Вот та военная демократия, которая существовала в те годы, и те слабости военной демократии, и сильные стороны военной демократии, и начало того, что складывалось тогда в части самобытности и овладения территорией, хозяйственной жизни, все как будто подсказывает о том, что необходимо было искать новые пути развития. Вот мне кажется, новым путем развития явилось ей вхождение в состав российского государства. И что, мне кажется, тоже интересным, в составе российского государства Якутия не растеряла свою самобытность и сумела в значительной степени укрепить даже в плане самоорганизации, обретения новых форм. Вот о некоторых из них сегодня уже говорили. И что интересно, вот мне кажется, такой Якутский губернский съезд в 1921 году, съезд ревкомов, констатировал, что якутский трудовой народ имеет вполне оформившиеся национальные самобытные особенности в языке, быте, культуре и прочее, требующие в своем развитии национальной государственной формы. То есть при всех тех условиях, значит, все-таки удалось сохранить, значит, эти важные моменты и, значит, развить и подготовить, что называется, народ к следующему этапу. В этом смысле можно сказать, изменение 20 века как бы является предвестником того развития, которое находился народ. Но я не могу сказать, что именно советский период оказался вот таким исторически обусловленным, но во всяком случае новизна должна была быть. И вот эта подготовленность как раз выразилась в ряде моментов. Вот интересно же, как мы обычно говорим, грамотность Якутии была ничтожной. А группа интеллигентов, вот сейчас вот товарищи говорили,
группа интеллигентов уже была готова. Да еще вооруженная, что называется, самыми своеобразными идеями 20-го столетия. Это тоже своеобразный момент, и тот момент, который, видимо, внутри сидит в народе. Как это объяснить, я не знаю, но во всяком случае в каждом периоде у местного народа, у жителей Якутии всегда как бы оказывается определенная группа. То, что первый выступающий Егор Петрович говорил о интеллектуалах. Вот эти интеллектуалы оказывались вовремя и к месту. Пассионарии. Да. Пассионарии. Да, пассионарная часть населения. Ну и что интересно, как они боролись между собой. И тоже их борьба, если, так сказать, дебаты посмотреть, то примерно укладывается в рамки вот той схемы, о которой я говорил, между саморазвитием и развитием в составе. Ну, у всех народов есть вот такого рода схема, но в наших условиях, видимо, вот такая своеобразная схема была. Ну и так далее. Это вот первое, мне хотелось бы сказать. И второе, значит, конечно, сам процесс возникновения Якутской ССР, формирования, образования Якутской ССР, это всем известно, и многое здесь уже сказано. Но мне хотелось бы обратить вот на некоторые моменты с точки зрения вот такого, ну, с точки зрения закона, с точки зрения права, с точки зрения законности, легитимности и таких моментов, которые как бы укладываются в историческую логику. И с этой точки зрения, как мне кажется, автономная республика была, ну, что называется, безвыборной, безальтернативной. Конечно, были различные вот варианты, но если так упростить, то некоторые, наверное, выступали за большую самостоятельность. Когда-то возникал там даже статус союзной республики, некоторые там в составе края, области, губернии и так далее, ну и национального округа, и так далее. Но из всех этих вариантов все-таки, наверное, те, которые выбрали, оказались правы. И в этом смысле, мне кажется, вот выбор интеллектуалов и населения автономной республики оказался безальтернативным. Можно сказать, исторически удачным выбором. Ну и очень своеобразно то, что вот этот выбор, в принципе-то, поддерживался большей частью населения. Ну, насколько я могу судить по тем документам, которые использовал наш предшественник юриспруденции Михаил Михайлович Федоров, то из этих источников видно, что действительно и съезды, и собрания на местах, и различного рода учредительные, так сказать, собрания, в конечном счете выступали за автономную республику. Значит, в этом смысле, вот я еще раз хочу сказать, это было не безальтернативным выбором. И третье, мне, конечно, хотелось бы сказать несколько слов о том, значение роли автономной республики, ну, в том святом нашем деле, это закладывание основ государственности. Ну, это в чем же выразилось? Мне кажется, в трех моментах. Ну, многие, среди тех, которые есть на этот счет, есть вот три
мне кажется, основные. Это территория и население, и государственная власть. Государственная власть. Ну, когда в Якутии существовала государственная власть, избираемая самим населением, коренным населением, та власть, которая официально должна была обслуживать интересы этого населения. Никогда в истории такого не было. Эта задача была выполнена автономной республикой. Ну, а такой момент, как сохранение территории, и те, которые составили проект декрета 22 года, конечно же, были, наверное, очень осведомлены о тех границах, о пространстве Якутии, которое существовало к этому времени. И, слава Богу, эта территория до сих пор существует, и то, что в нашей Конституции сегодня сказано по этому поводу, это оттуда как раз идет. И, кстати, мне хотелось бы здесь подчеркнуть вот какое обстоятельство. В субъектах Российской Федерации в своих уставах и конституциях определяет границы. Даже вот Саратовская область определяет границу своей территории и упоминает те акты Российской империи и советского государства, которые закладывали границы Саратовской области. А вот почему-то в нашей Конституции это отсутствует. Ну, значит, депутатам, я думаю, в будущем надо думать о таких вещах. Ну и так далее, и так далее. И второе, население. Мне кажется, важность этого вопроса заключается в том, что автономная республика, как бы, ну, условно говоря, все-таки население сделало субъектом властных отношений. Субъектом власти. Субъектом, значит, тех отношений, взаимоотношений, которые существовали с РСФСР и так далее. Это, мне кажется, чрезвычайно важный момент. И, конечно, ради этого, наверное, пришлось разные меры принимать руководством автономной республики, но, тем не менее, в конечном счете, это исторически произошло. Второй момент здесь имеет очень важное значение, на мой взгляд, формирование избирательного корпуса, то, что мы называем электоратом. И, конечно, тут есть естественный процесс, но есть, наверное, и определенный организационный процесс. И мы, наверное, руководство Якутской АСР должно благодарить за то, что они сумели формировать вот этот электоральный корпус и в конечном счете создать, так сказать, осознанное отношение к различным процессам, которые происходили в то время и так далее. Ну, а дальше, вот, конечно, я уже говорил о том, что, конечно, уникальная роль Якутской АСР как раз заключается в том, что Якутская АСР сумела добиться, значит, государственной власти. Раньше, до революции, властные отношения были монополизированы на другой стороне. Значит, теперь в новых условиях, после Октябрьской революции, после образования Якутской ССР, значит, эта система была нарушена. Значит, произошло утверждение, значит, в конечном счете государственной власти как выражение самоопределения и так далее. Ну, а если внутреннюю историю взять,
государственной власти, она тоже, мне кажется, интересна. Конечно, с большой точки зрения это два этапа. С 22 по 38 год и 38 по 90 год. 90 год. И даже интересно с точки зрения, сколько же людей прошли через представительную систему, через исполнительную власть, через правоохранительную систему, судебную систему и так далее. Для относительно малочисленного населения Якутии этот момент, мне кажется, имеет существенное значение. А для чего? А если мы проследим это с точки зрения семьи, с точки зрения количества семьи, самодеятельного населения, то мы получим, что значительная часть современного населения как раз прошло через государственную власть. И это, конечно, имеет определенные последствия. И во многих отношениях, значит, якутское население нашей республики остается с точки зрения такой, если условно так сказать, государственным народом. Вот это и связано деятельностью и практической работой руководства Якутской АССР, как мне кажется. Ну и здесь мне хотелось бы еще один момент выделить вот какой. Конечно, очень важное значение имеет для субъектов Российской Федерации, в том числе нашей республики, в современных условиях, представительная система. А если посмотрим, то, конечно, здесь много нюансов, и в том числе такой нюанс, как мы говорим, парламент – это представительная система, это контрольная власть, это есть и законодательная власть. А можно задать и вопросом, а когда они формировались? Вот контрольная деятельность нашего парламента когда сформировалась? Когда сформировалась законодательная власть и когда представительная? Ну, совершенно четко, наверное, можно сказать, что представительная черта, представительный характер нашего парламента сложилась именно в период Якутской АССР. Вот я так очень грубо подсчитал, и мне, в общем-то, показалось, что где-то примерно, значит, съезды и ЦИК прошли где-то порядка 3,5 тысяч человек. Для маленькой республики это тоже большое число. А, значит, в Верховном Совете СССР прошли где-то порядка 1500-1800 человек. Конечно же, это и вся работа, вся деятельность, все связи, которые устанавливаются за эти годы, очень сильно влияет на вот эту представительную сторону нашего парламента. Парламент наш силен именно вот этой представительной стороной. Ну, а законодательная, конечно, вот это 90-е годы, наверное, а контрольная только начинает, наверное, в современных условиях в соответствии с статьей 103 при новой преобразованной или поправкам к Конституции Российской Федерации. Если мы это сумеем дальше развить, то получим в полном объеме контрольную власть нашего парламента. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Действительно интересно. Вот представительство, вот Ленин же говорил, каждый кухарка даже заседает в Верховном Совете и решает вопрос государства. Сколько иронии по этому поводу. Так ведь, да? А на самом деле, вот именно представительство, вот Дмитрий Николаевич как раз вот это затронул, этот момент, Цыпрах привел. Это ведь школа, это воспитание людей, кадров и тому подобное. Ну ладно, я не буду тут. Вопрос, пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Вопросы.
Так, у меня, Дмитрий Николаевич, вопрос. Вы в интервью в газете, значит, недавно, я просто один момент. Автономное образование и республика. Как тут различаете это? Не одно и то же, или как? Нет, ну, Проблема конечно, автономности. Да, конечно, понятие, конечно, республика и автономия различаются. Что называется такой республика, это общецивилизованная. А если я скажу автономная республика? А автономная республика, значит, первое, конечно, это на основе, если сопоставить два слова, автономная республика, что какое слово преобладает Так. по отношению к республике, в данном случае автономия преобладает. Более родовым понятием выступает. Ага, А так. республика вспомогательная. А у нас сейчас республика, так? А сейчас у нас республика. В этом смысле, Тогда вот разницу вы на меня скажите, да, разницу с мне. юридической точки несколько такой более глубокой мы подошли к родовому понятию республика. Это лучше, да? Егор Михайлович, можно уточнить? Так. Я не могу сказать. Да. Лазарь Степанович, пожалуйста. Дмитрий Николаевич, Юриспруденция оценкой не занимается. Да. Вот вопрос к вам. Дмитрий Николаевич, Егор Михайлович, по вашим понятиям, не очень четкий вопрос задал. Разница автономной республики, разница республики государства, как написано в Конституции Российской Федерации. В чем разница? А вопрос такой, а как раз вот то, что аналогично и с моим. Значит, тут автономная республика спрашивается, у нас в Конституции республика в скобках государства. О, Да. Так, разница в чем? Да, это, конечно, Егор Михайлович участвовал в разработке на уровне Конституционного совещания Конституции. А, мы у него спросим, да, сейчас. Российской Федерации, он объяснит. 5-я статья Конституции – это кровь, что называется, плоти Егора Михайловича. Он участвовал. Хорошо, тогда хлеб отнимать от него не будет. Так, подождем. Когда подойдет выступление Егора Михайловича, я думаю, он об этом и скажет. Ну что, пойдем дальше, наверное, да? Так, пожалуйста, Попов Анатолий Афанасьевич, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук и Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Знаете, мы сегодня речь ведем Ну ладно, спасибо. в отношении юбилея столетия Советской Социалистической Республики. И речь идет не о автономии какой-то, а именно о столетии Советской Социалистической Республики. Поэтому я хочу сказать, что с этим названием Якутской Советской Социалистической Республики Якутия, конечно, прошла определенные исторические этапы развития. А вот новым названием Республика Саха-Якутия, она тоже вот уже 30 лет здесь функционирует формирование капиталистического общества, общества богатых и бедных. Поэтому мы по существу рассматриваем функционирование нашей Якутии, народов нашей Якутии в течение двух формаций, общественно-экономических формаций. Первая формация – это социалистическая, своей идеологией, своими принципами, целями, задачами. Второе – это в условиях капиталистического общества, в котором Якутия не очень формировалась. По каким законам, по каким принципам, как будет эта республика функционировать. Все это, гвоздем все это стало переход к рыночной экономике. Но не все правильно поняли, что такое рыночная экономика. Поэтому, естественно, вот эта особенность, мне кажется, в рассмотрении юбилея нашей республики имеет очень большое значение. Мы, во-первых, должны сказать, что же у нас наша республика.
вот прошла первый путь в условиях социализма. Я хочу сказать, что именно образованием Союза Советских Социалистических Республик в этом году тоже отмечается столетие. Это огромное событие. Я хотел бы сказать, что именно Якутия в условиях победы социалистической революции добилась очень многое. Очень многое. В области экономики, в области социального развития, в области развития духовности, национальных отношений и так далее. Поэтому, естественно, именно победа революции как главного события 20-го столетия, вот это определило основные пути развития нашей республики на первом этапе социалистического строительства. Среди многих проблем я хотел бы подчеркнуть в отношении того органа, который мог бы координировать деятельность всех основных сфер экономического развития и региона, это прежде всего, кроме государственной власти, советской власти, это прежде всего орган Госплана. Орган Госплана. Госплан – это такой орган, который мог сочетать сочетание принципа отраслевого и территориальных принципов управления экономикой. Поэтому Якутия, как отсталая окраина нашей страны, естественно, в этих условиях, конечно, попала в совершенно иные условия. Условия более спокойного развития экономики нашей республики. В этом отношении большую роль, конечно, сыграла первая научная экспедиция Академии наук. Это с 25 года, которая среди всех республик, как раз наша республика, во главе Максимом Кировичем Амосовым, пригласили научную экспедицию. Вот эта экспедиция под руководством выдающихся ученых, академиков Российской Академии Наук сыграли огромную роль в разработке основных проблем развития производительных сил нашей республики. И эти материалы до сих пор используются. Вот сейчас начинается, конечно, исследование второго этапа развития производительных сил, но мне кажется, пока еще не имеет четких основных позиций, направлений исследований. Далее, вот этот орган Госплана сразу с момента создания имел 5 крупных научных институтов. Это научно-исследовательский экономический институт, Совет по изучению производительных сил, до сих пор этот совет функционирует, и Институт комплексных транспортных проблем, Всесоюзный научно-исследовательский институт комплексных топливно-энергетических проблем, Научно-исследовательский институт планирования нормативов. Вот, знаете, по отношению планирования и нормативов мы последние годы в связи с переходом к рыночной экономике мы вообще отказались от подготовки кадров по нормированию и по исследованию социальных, в этом отношении особенно нормирование труда. Да. Кроме того, Госплан располагал крупнейшим вычислительным центром. И до сих пор это вспоминают работники статистики, вы все работники научно-исследовательского института по статистике, что это своего рода был интернет внутренний, внутри страны. То есть все основные направления развития экономики, они с помощью вычислительных центров, с помощью этих научно-исследовательских институтов, они прорабатывали. Поэтому все регионы, в том числе наша республика, всеми своими показателями выходили вот это своими данными от системы интернет. Мы знаем, что система Госплана у нас и республики был сводный отдел, который работает с союзными министерствами, есть отделы, которые работают с районами и республики. Далее некоторые наши экономисты даже стали говорить, что руководители Якутии в годы советской власти руководили бандно-вражеским комбинатом. Вот это совершенно неправильно. Я бы даже сказал бы с какой-то степенью оскорбительно, что мы не только занимались
ванно-брашечным комбинатом руководитель республики. А именно, почему такое название схожее дали для борьбы вот против принципов социализма, это связано с тем, что в свое время вот правительство страны освободили сбора налогов по ванно-брашечным комбинатам в республике. С учетом того, что и республика больше будет уделять эти средства на повышение эффективной работы ванно-брашечных комбинатов. То есть налоги не стали брать. Налоги оставались на месте, и этими средствами в основном пользовались райисполкомы. Поэтому, знаете, понимание проблем развития экономики нашей страны на разных этапах, конечно, проходило по-разному. Кроме того, Госплан имел журнал «Плановое хозяйство». Видите, как все материалы публиковались, и теоретические, и практические вопросы, поэтому этот орган оказался очень эффективно функционирующим органом. В 1991 году, когда пришли к власти либералы, демократы так называемые, они первым делом боролись против Госплана и сразу ликвидировали. Потому что все объекты государственной собственности надо было бы раздать в частную собственность. Поэтому Госплан тут оказался органом, который мешает все это. Это оказалось очень весьма отрицательным моментом в развитии экономики нашей страны и Республики Саха-Якутия. Да, и одновременно придумали, отдали идеи перехода к рыночной экономике. Не зная, во-первых, что переход к рыночной экономике – это закономерность развития экономики. На любом этапе экономического развития наша страна рано или поздно должна была перейти к рыночной экономике. В 60-х годах Косыгин предлагал перейти к рыночной экономике, но руководство нашей страны не поддержали это. Поэтому, естественно, американцы воспользовались этим. А раз надо перейти к рыночной экономике, все развалит, Госплан надо ликвидировать, все будет доступно для приватизации объектов государственной собственности. К чему это привело, вы все это прекрасно знаете. Далее, хочу сказать, все это проходило в условиях, конечно, очень много проблем в экономическом развитии нашей страны. Я хочу привести один пример, который показывает, настолько грамотно, если руководит экономикой и укреплением обороноспособности страны, можно добиться очень много. Это в 1931 году впервые в нашей стране была проведена научно-практическая конференция по промышленности, по проблемам развития промышленности. На этой конференции выступил Иосиф Виссарионович Сталин, сказал, что от передовых стран мы отстаем от некоторых на 50 лет, от некоторых на 100 лет. Наша задача состоит в том, чтобы объявить мобилизационный период и за 10 лет догнать этих стран. Некоторых надо, когда мы отстаем от 100 лет, все равно мы должны догнать это. Видите как? Такую задачу Сталин поставил, стали практически реализовать это. Вот этот мобилизационный период протекал до начала Второй мировой войны. 10 лет. Видите, каждый год они строго учитывали, и даже в 1941 году объявили 4 этапа мобилизационного периода. 4 этапа в течение 1 года. И это оказалось, знаете, это помогло. 10 лет помогло для того, чтобы западных территорий перевести некоторых оборонных предприятий вот за Уралом и так далее, до Урала. И с какой-то степенью изменить структуру экономики за 10 лет. Создать новые отрасли промышленности, особенно по линии оборонной промышленности. Тем самым с какой-то степенью страну готовит, бедную, отсталую страну, готовит к отражению это нашествия фашистской Германии.
Поэтому то, что говорят, Сталин не знал всего этого, что управлял по глобусу, крутил, и как военные действия идут и так далее, это совершенно не только несправедливо, это вообще, я бы сказал, это позор для нашей общественной мысли. Далее хочу сказать, что о развитии экономики мы должны всегда иметь в виду, что общественное производство имеет два подразделения. Первое подразделение – это производство средств производства, группа А. Второе подразделение – производство предметов потребления. Стыковать это пропорции с ними и определяет приоритеты этих основных направлений развития первой группы, первого подразделения и второго подразделения в развитии экономики всегда имеет первостепенное значение. Мы всегда почему-то механически, вот в этом в какой-то степени, я хочу сказать, наши экономисты, ученые виноваты, что восприняли преимущественное развитие средств производства первой группы А. Это закон экономического развития. Это не закон, товарищи. Это политика государства, которое определяет на определенный период. Это материализм. Это материализм. Почему такую задачу приоритетно поставили при Сталине и последующих руководителей? Это связано с тем, что наша страна индустриально была отсталой страной. Поэтому нам надо было двигать это преимущественное развитие. А начиная с 60-х, 70-х годов, надо было даже иногда ставить вопрос в отношении преимущественного развития предметов потребления. Выпускать товары для народного потребления. Тем самым в какой-то степени эти товары сделать доступными. Сейчас мы будем испытывать эту трудность. Видите как? Поэтому это было бы очень важно. А что передумали в 1991 году вот представители консультанты Соединенных Штатов Америки? Они сказали, что вам производить товары не надо, вам надо формировать качественных потребителей. И мы это 30 лет вот занимались вот осуществлением этой политики. Это переступное для экономического развития нашей страны. Видите как? Поэтому, естественно, это сыграло очень весьма отрицательную роль в экономическом развитии нашей страны. До сих пор мы еще не отказались от этого. Поэтому мы у себя должны производить эти товары. И сейчас Путин совершенно правильно ставит в условиях экономических санкций упор делать на выпуск вот у себя в стране эти товары. Как поступили Китаи? В Китае к рыночной экономике начали переходить с 70-х годов. Мы 91-го года без подготовки, без сознания, что такое рыночная экономика и так далее. Видите, без подготовки кадров, не имея конкретной идеологии, не имея конкретных целей и задач, чего мы добьемся. Да. А в Китае, наоборот, они имели свою идеологию марксизма-ленинизма, и до сих пор это придерживают, даются конкретные цели и задачи, и двигается. Эта страна, первая страна по покупательной способности, по выпуску валового внутреннего продукта страны, занимает первое место мира. Видите как? А мы около 2%. Видите как? А когда-то мы занимали тоже ведущее место. Видите как? Поэтому, естественно, переход к рыночной экономике, к развитию этой экономики, конечно, в развитии экономики нашей республики сыграла очень большую, конечно, определенную роль. Вот я хочу привести данные, которые в какой-то степени играли весьма отрицательную роль в развитии аграрного сектора экономики. Это, знаете, 1991 года мы постепенно стали отказаться от принципов управления экономикой, которые придерживались в годы советской власти. И сразу пошли по пути ликвидации совхозов. У нас было 177 совхозов крупных. Они, во всяком случае, производили основную массу сельскохозяйственной продукции
естественно, имела большое значение в развитии экономико-социальной сферы сельской местности. Естественно, ликвидация совхозов сыграла весьма отрицательную роль во всем, в области экономики, в области социально-экономического развития. А как получилось в годы войны? В годы войны у нас численность поголовья скота у нас даже увеличилась. Вот, в основном остались одни женщины и старики, и бедности населения, они все-таки сохранили поголовье скота. Вот в 1941 году численность поголовья скота была 314 тысяч голов, а в 1946 году 304,5, то есть чуть-чуть меньше, но сохранилось. Поголовье лошадей у нас, поголовье оленей у нас 201 тысяча, а в 1946 году стало 256 тысяч голов. Ну, поголовье лошадей чуть-чуть сохранилось за то, что на Восточный фронт взяли очень много поголовья лошадей. Поэтому, естественно, это сыграло очень большую роль, конечно, вот, ликвидация совхозов, раздача скота, естественно, ликвидация племенного скота, конечно, перспектива будет сказываться. Но в развитии экономики и республики очень большую роль сыграли последние десятилетия до распада нашей страны. Это прежде всего развитие Южной Якутии. Формировался крупнейший промышленный район Нерюнгринский район, формировался угольный комплекс, и руководители нашей республики, особенно Гаврилович Теряев, ставили вопрос в отношении формирования 3 территориально-производственных комплексов, то есть комплексное развитие территории, как в свое время Госплан ставил по регионам. Вот этого не удалось, сформировали только угольный комплекс, и так у нас комплексного развития, такой формы комплексного развития территории нашей республики пока еще до сих пор не решена. Но я думаю, что в последнее время стали ставить крупные объекты инфраструктурного строительства и республики, как строительство моста через Стену и многие строительства дорог и так далее, федеральных дорог, и решение многих вопросов социально-экономического развития нашей республики. Я думаю, это будет способствовать ускорению развития республики, нашей республики. Далее, в заключение хочу сказать, что развитие экономики затрагивает многие сферы. Сферы социальной, и сферы духовной, и сферы развития народов. Поэтому, конечно, многие вопросы, которые можно было бы рассказать, это не удается. Я на этом хотел бы закончить. Спасибо. Спасибо. Да, тут и для молодежи я говорю, знаете, очень хороший тот исторический опыт экономического развития со всеми своими проблемами. Конечно, все тут невозможно в одном выступлении отразить, но основные моменты здесь. Но я для молодежи просто, которая сейчас вы слушаете, читаете, это общественно-политическая проблематика, которая, да, разные мнения, подходы вы могли сами осмыслить. Вот только что я сказал по поводу выступления Дмитрия Николаевича, что вот представительство управленческое в государственном управлении как можно шире, когда народ принимал участие в выборных органах. В связи с этим я просто вспомнил слова Ленина: кухарка даже может управлять страной. Он просто, Ленин образно говорил, безусловно, имел в виду, что и рядовой человек принимает именно этих, а по этому поводу сколько иронии и так далее бывало. А в данном случае выступление Анатолия Афанасьевича переводится с смысле экономического развития. Иногда действительно ванно-прачечные только проблемы решали, может быть, да? Или, как когда в свое время выразился Путин, в советское время галоши только производили, которые никому не нужно было. Ну, это может быть образно сказано, но ведь это не так. Безусловно, масса производственных проблем, которые тогда советская власть решала,
и республика решала. Вот. Это история очень огромная. Так, пожалуйста, Анатолий Афанасьевич, вопрос. Да. Анатолий Афанасьевич, вот меня интересует вопрос вот, понятийного аппарата: рыночные отношения и капиталистические отношения. Вот потому что вы вот упомянули Косыгина, да, в рамках социализма предложение было о рыночных отношениях. Но это же по сути капиталистические отношения, или там механизмы какие-то другие были? Знаете, форма отношения людей к процессу производства, распределения, обмена и потребления материальных духовных благ зависит от формы собственности. Какие формы собственности формируются, этим определяется. Вот при социализме принципа была государственная собственность. Колхозно-кооперативная собственность имела подчиненное значение. Особого удельного веса даже не имела. А в нашей республике в основном аграрном секторе экономика тоже была государственная собственность. Одни совхозы. Да, последние 15 совхозов включили, и где было занято около 8 тысяч работающих. После этого у нас во всех колхозах не стало. Кроме одного колхоза Арктики в Лунском районе. Да, все совхозы были. Поэтому эти отношения возникают в зависимости от формы собственности. Сейчас у нас тоже господствует частная собственность. Поэтому кто больше зарабатывает, прибыль получает, тот и определяет. Притом нанимает на работу. Мы же нанимаемся на работу. Видите, на определенный срок. Договора заключаем. То есть мы зависим от хозяина. Раньше не было такого. Если по предприятиям численность работающих определяется, их трудоустраивает на работу. Все имеют одинаковые права. Сейчас попробуйте, начальник может в любое время уволить и так далее. Сказать, я с вами заключать договора не буду. Меня просто удивляет, что экономисты сейчас не используют слово «капиталистические отношения». У нас вот с 90-х годов рыночные до рыночные, это же капитализм. С 91-го года мы постепенно под видом перехода к рыночной экономике стали переходить к капиталистическому обществу. Как табу. На формирование частной собственности. У нас в основном господствует частная собственность. На частной собственности. Притом частная собственность на средства производства. Видите как? Да. А вот по отношению рыночной экономики. Рыночная экономика может и не только может, она может функционировать на всех этапах экономического развития стран. И при социализме, и при капитализме. Рыночные отношения. А что такое рыночные отношения? Если излишка продукта появляется, или излишка товара, вы можете продать кому-нибудь. Или обменяться этими товарами. То есть рыночная экономика предполагает 3 вида свободы. Первая свобода предложения товара, что товары предлагают. Второе, свобода покупательского спроса, чтобы деньги были. Третья свобода цен. Все. Спасибо. По отношению рыночной экономики, мне кажется, не надо выступать. Наоборот, надо приветствовать развитие рыночной экономики. Так, да. хорошо. Но эта рыночная экономика при социализме. Да, сейчас. И вот еще был пример. Управляется принципами социализма, а при капитализме управляется принципами капиталистического Так, общества. следующий вопрос, Вот пожалуйста. пример еще был Югославия, еще до Китая, кстати, они очень успешно рыночные отношения у себя наладили при Иосифе Брос Тито. Ага, И да. там бы выпускали товары мирового качества, Югославия. Был такой пример именно отношений рыночных при социализме. Да. Но качество товара в большей степени зависит от технологий. Не от того, что какую форму выбирает, от технологии производства. Следующий вопрос, Алексей Анатолий Афанасьевич, Викентьевич. скажите, пожалуйста, вот какова доля, вот, например, государственной и частной, да, вот, ну, нашу страну знаем, да, вот, Российскую Федерацию, раньше была практически ближе к 100% это государственное, а сейчас ближе 100% это частное, получается. И
других странах капиталистических какова ситуация? Например, в Германии и, например, Китайской Народной Республике. Соотношение, Да, да? в Китайской Народной Республике, допустим, 60% это государственная собственность, а 40% частная собственность. Притом частная собственность они больше рекомендуют использовать в аграрном секторе экономики. Поэтому они очень мудро поступили. И в европейских странах что-то отличается там. У нас доля, допустим, государственной собственности у нас мизерная, 30-40%, поэтому мы должны еще до 60% надо двигаться. Знаете, почему возрастание роли государственной собственности в развитии, ускорении развития экономики помогает, способствует? Поэтому мы эту долю каждый раз мы должны с какой-то степени увеличить. А сейчас наверняка примут меры по отношению роли крупных компаний, корпораций, которые работают в нашей стране. Вот они с какой-то... Мы давно предлагаем, чтобы закон был принят. Пока этого закона нет. 44 тысячи предприятий имеют офшорные зоны в 84 странах мира. Вот в современных условиях сохранили эти свои средства, объекты и так далее, это трудно сказать. Поэтому мы больше должны привлечь этих средств, фонды этих предприятий в свою страну. Путин давно предлагает это вернуть. Но почему-то вот частные собственники не всегда идут. Хорошо. Алексей Григорьевич, ваш вопрос действительно интересен. Это по нашей части, Алексей Григорьевич, проблема понятий социализма, капитализма. Я думаю, как бы философ наверняка затронут в свое выступление это. Значит, вот здесь есть проблема в этих понятиях. Вот, и насколько я могу судить. Так, пожалуйста, Егор Михайлович Ларионов. Ну, для молодежи я просто скажу, это бывший спикер нашей парламента, республиканского парламента Ил-Тюмень, ну и сенатор, член Совета Федерации Российской Федерации. Легендарный наш человек, вопросы готовьте. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить руководство Академии наук и Егор Михайлович вас лично за приглашение. Принять участие в такое ответственное мероприятие, думаю, наверняка это впервые, когда ученые собираются, обсуждают вопрос о столетии Якутской автономии Советской Социалистической Республики. Да, эта тема очень актуальная, тема очень выдающаяся, и мы должны действительно начинать с того, что дала нам автономия целому якутскому народу. Ну, Анатолий Афанасьевич об этом очень доходчиво пояснил по экономическим вопросам. Я хотел бы затронуть несколько вопросов. Ну, во-первых, конечно, я всегда сторонник того, что автономию добились наши величайшие сыны якутского народа. Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Рыжаков и его когорта соратников. Это вчерашние юноши, 20-летия, самым старшим было 27 лет. Это же здорово. Благодаря, конечно, мудрых учителей, благодаря тому, что наша земля якутская стала ссылкой, не только уголовники к нам отправляли, но в большей части политических образованных людей. И вот они выковали. И зная положение дел нашей Якутии, это великое событие. И нельзя путать, я думаю, вот с молодым коллегам, что у нас суверенное государство было до этого, до столетия, до 22 года, 1922 года. Это было давно, но это отдельное мнение наших уважаемых ученых, юристов,
от историков и так далее, это мы понимаем. Они имеют тенденцию мышления, имеют определенные материалы, но в целом юридически и политически мы берем дату вот 27 апреля 1922 года. Это же здорово. Поэтому всегда при любых выступлениях, при любых анализах вот это наших кого-то молодых величайших сынов нашей Якутии мы должны перевести первыми, независимо, что он коммунист, независимо, что он руководитель и так далее. Тогда у нас будет, вот молодые наши коллеги сидят, будущие научные работники, политические, исторические в плане, вот они должны это понимать. Ну, периодизация, вы знаете, я тоже присоединяюсь, 70 лет. Это первый этап развития. При советской власти наша автономия прошла. То, что мы добились, тоже Анатолий Афанасьевич очень хорошо высказался. И мы все знаем, что за 70 лет советской власти каково было достижение якутского народа и всех народов нашей республики. Мы свободно гуляли по всему Белому Сибиру, не боясь. Не было даже термина. Да, то, что сейчас вот в полном объеме высасывается, бандитизм и так далее. Одним словом, даже силы отправляли работников, трактористов, механизаторов, дояров на социалистические страны, на отдых, Перебалтику, Грузию, Кубу и так далее. Я вот участник этого организатора этой работы, и Анатолий Афанасьевич курсы делал, и Лазарь Степанович, наши аксакалы, былые руководители районов. Мы все знаем, что дало нам автономия за 70 лет. Поэтому я дальше пропагандировать не буду, это известно. И вот последние 30 лет. 30 лет, действительно, мы тоже начали неплохими политическими дивидендами, политическими перспективами. Мы образовали новое государство, суверенное государство. Статья 5, вот Конституция Российской Федерации это подтвердила. Мы до Конституции приняли о Российской Федерации первыми 90 годом о политическом суверенитете, о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия. Следом, фактически мы одновременно Татарстан приняли. Это было здорово. Студенты, демонстрации, одним словом, большой политический праздник. И мы добились. Вот вы, Анатолий Афанасьевич, вспомнил о том, что нас действительно банно-прачечные республики называли. Но да, если посмотреть по бюджету, 800 миллионов рублей только до 90 года. 900 миллионов рублей годовой бюджет нашей республики. А потом через 2 года, после, когда мы объявили суверенитет, объявили новую государственную форму, за 2 года 91 только процент это давал нам компания Лороса. Алмазы. Поскольку мы за 2 года алмазы полным 100% это превратилось в собственность нашей республики. Полностью мы добывали, торговали и за границей, и внутри. 7 только миллиардов рублей мы отправляли в центр в виде налогов и так далее. А иные годы сам Борис Николаевич звонил нашему президенту о том, что России деньги кончаются, давай. И мы давали России долг 20 миллиардов рублей.
Видите, какова были? Это первые годы, когда мы объявили суверенитет. Полностью расцвет нашей культуры, расцвет нашей науки, расцвет наше образование, медицина, все. Поэтому этот период мы вспоминаем от ветерана тех лет очень тоже хорошо, как при советской власти, 70 лет, как мы работали. Поэтому здесь нам необходимо периодизация 30 лет, внести ясность, и это мое личное мнение, первый президент и президент второй. Вот когда два президента весь свой срок отработали, вот да, то, что я говорю, расцвет всей республики Саха-Якутия. Ну, потом пошло-понаехало, все это и центры поняли, внутри поняли, определенные силы, подсказки наших друзей за рубежом, что если так пойдет, то дело будет хуже. Надо всех подчинить под одну руку. Вот во главе демократического движения Чубайс, который нынче удрал за границу, да, со всеми военными тайнами. Вот он во главе стоял у руля демократическое движение по подсказке Соединенных Штатов Америки. Я это дело знаю. Когда мы встречались там, ну, будучи сенатором, я курировал не только заместителем председателя комитета Совета Федерации, не только законодательство, но курировал органы. Поэтому я знаю, какие были вопросы, очень страшные и очень ответственные периоды. И вот они добились, разгромили все, Советов расстреляли и начали устанавливать по подсказке наших зарубежных друзей свои порядки. Я сегодня и честно хочу сказать, что хорошо, что во главе руля нашего государства представитель органов, президент сейчас работает. Конечно, ему трудно, но он последние годы совершенно верно, правильно посмотрел, что без этих наших друзей нам надо развиваться. И новая политика. Поэтому вот два периода, вот сейчас третий период пошел. К власти у нашей республики новые люди, новые руководители. Вот испытание будет очень трудное, поскольку я хочу остановиться по этой проблеме. Проблеме наше развитие нашей государственности в целом. Ну, первая проблема началась, я думаю, со дня, когда стал советником экспертно-консультативного совета Государственной Думы. В те времена, вот сейчас он, Нарышкин, он был председателем, сейчас вот Нарышкин, он сейчас директор внешней разведки. Дугин, профессор, вы его знаете. Тут вообще кричали, поддержать вот евразийское движение, он известный лидер, доктор политических наук, известный философ, он и там выступал, при различных совещаниях круглого стола. И, наконец, он, вот и республика, наверное, специально организовали нашему корреспонденту здесь Якутии, Елена Яковлева, есть такая. Вот она получила от Дугина 13 января, 10 января 2013 года, 10 лет уже, интервью о десуверенизации, длинное название, республик. И что он говорит? Я вот почитаю, особенно молодым. Евразийцы всегда выступали и будут выступать
за последовательное лишение субъекта федерации атрибутов национального государства. Прежде всего необходима юридическая десуверенизация республик. Во-вторых, изживание опасного и неправомерного термина «национальный» кавычки, и «нация» кавычки, применительно субъекта федерации. И дальше он говорит, что вообще нации не надо, надо называть этносами и тому прочее, и тому. Целая полоса газеты, нашей республиканской. И вот, прочитав это, мы, ветераны, которые, пенсионеры, те времена уже, начали, не согласились. И начали обращаться к нашему ветерану, образование, там, круглые столы, разного рода совещания. Ага. Мимо ушей пропустили наша власть. Это сказал, это печать, все будет по-другому и тому прочее. Что, сейчас через 10 лет он достиг. Я поименно знаю, среди ученых, которые поддерживали это движение евразийское, прямо пену рта защищали. И он добился. Все, его теория пошла практику. Мы сегодня суверенитета не имеем. Мы сами ликвидировали. Конечно, северка сказали. Так, сегодня мы отказались от собственного имени президента главе республики. Сейчас глава республики. По-якутски совсем непонятно. Ага. И поэтому, понимаете, этого президентства... Илдархан. Илдархан Сахалы. Да, я знаю, Илдархан. Это я молодежи говорю. Наши коллеги выше не понимают, это Илдархан, для них это один черт. Главное не президент. А когда раньше наши руководители заходили там, президент, республика Саха-Якутия, Николаевич, Туров и так далее, вставали, уважение, а сейчас там голова, тут все главы, и Наслевов главы, все. Поэтому, так, в-третьих, вы знаете, мы потеряли все. Анатолий Афанасьевич сказал, частная собственность, собственность. Мы сегодня практически от недр Якутии по золоту мы ничего не имеем, 100% частные, воруют, и там вмешиваются наши органы. Вы все газеты все знаете. Золото раньше, если перед десятками была страшная сила, золотом мы кидали в центр и ставили вопросы, что надо для Якутии. Сейчас мы ничего не кидаем. Так. Алмазы мы только благодаря двух наших первых президентов мы смогли кое-что сохранить. Перед этим это главнейшую роль здесь играл Вячеслав Анатольевич Старов. Я перед него работал в администрации президента. Знаю кухню. Здорово бились. Тут, наверное, коллега знает. Крепкие слова были. Вообще, Штуров, он сильнейшим руководителем был. Да, мы помним, да. Да, он как бульдозер шел. И на министра финансов Кудрина, на этого, который удрал Чубайса, по-русски он ругался с ними. Если до драки, он боксер. Он был одним ударом наказ отправил. Поэтому его, которые сопровождали, говорили, надо чуть-чуть. Помягче, да. Он прямо говорит, если не так, то нас никто не будет слушать, задавит нас. Вы что, думаете, дело политика только так, дипломатия, хорошо, поднять бокал там и стоп и туда-сюда. Нет, говорит, тут надо крепко. Крепкая рука, крепкий ум и так далее. Поэтому, что я предлагаю в 70-м?
нам надо сейчас подумать. Настало времена, ну еще плюс к этому вот Дугина еще перебавился, вы знаете, вы тут представители высших учебных заведений и так далее. Вот Сорос. И республика наша 10 лет чуть с ума не сошел. Прямо начальник класса до студентов премию Сороса раздавали. А за что? Это психологически очень продуманная, глубочайшая работа СРУ, Соединенных Штатов Америки. На его деньги раздавали. Целые делегации ехали на все страны. Еще тут какой-то союз был, американский типа, который долларами качали. Видите как? Вот сейчас совершенно правильно вот это ликвидировали, вот эту премию. Нету его сейчас, нигде. От него начали отказываться там бывшие наши, ну там Венгрия, Сербия. Сейчас они его врагом называют, Сороса. Все разболтал со своими деньгами, никакой идеологии и так далее, нравственностью и тому прочее. Ну, впереди очень трудные моменты. Я вот всегда мы собираемся, юристы там, экономисты, ну, ученые. Но я ни разу не только был приглашен, но и по газете и так далее. Ученый мир, вот академическая наука, сильная база у вас, ну, собрать и прямо поставить вопрос, как нам сейчас, вот после, когда ликвидировали суверенитет, когда мы отказались от всех наших атрибутов государственных, когда все пошло самотек. Вот сейчас только благодаря крепкой руке президента России начали что-то делать, но не до конца. Ну, сейчас новая волна пошла. Ликвидация суверенитетов окончательно. Не только суверенитет, и республик в целом. Вот сейчас вы вопрос задавали. Автономия чем отличается, там суверенитет и республики. Вот сейчас скоро, если они добьются, и республик не будет. Это идеолог сейчас Жириновский, хотя он сейчас болеет, не будем ругаться с ним. Появились члены правительства Российской Федерации. Вот Хуснули, заместитель председателя правительства, он ярый сторонник Жириновского, он выступил не правительство, а там в каком-то форуме о том, что строители очень страдают. Трудные вопросы. Мы строим по всей России, туда-сюда, а вот маленькие там образования, республики, национальные округа, автономии, они только мешают. Они по-другому все говорят, все по-другому план, а мы их координируем, хотим, но результаты иногда бывают плохо. Поэтому он прямо сказал, вот Еврейская автономная республика надо присоединить в Хабаровске, а его другие коллеги говорят, Республика Саха-Якутия с Магаданом и тому прочее. И вот сейчас растаскивает план 30 областей. Образовать губернии, как или штаты, как или Германия, земли. Все, и во главе посадить губернатора и чохом. С одного места будет команда. Вот тут вам я просьба ученым, структурам Академии наук и Сибирской Академии наук. Ну, надо как-то по этим вопросам дать соответствующие ответы в виде научных трудов. Я очень уважаю истории, вы копаетесь, там кто-то говорил в каком-то виде,
Даже некоторые умудрились, что автономию добились вот где-то наши глубочайшие предки, которые мы уважаем. Не они добились, а добились конкретные лица. Вот у Сталина кто-то сказал, вы бегает от людей. Не так. Это все вранье. Кто-то сказал, что вот он такой-сякой. Ага. Он был одним из организаторов. Действительно, он сам национальность. К нему шли, он понимал все это. Ему не до наших тут первых интеллигенций. Он их вообще не знал, там щи. По-новому ставили. Благодаря той, что революция прошла, благодаря советской власти, вот наши великие люди достигли. Но сейчас анализ надо нам. Российским деятелям, вот, новым депутатам, может быть, или юристам, как понимать суверенитет? Можем ли мы сейчас, если будет принята новая наша Конституция, поскольку я сторонник, все, от старой Конституции ничего не осталось в республике, сейчас, после празднования столетия, круглый стол, необходима ли новая Конституция Республики Саха-Якутия? Я считаю, необходимо. А до этого надо глубоко все анализировать. Первое – это суверенитет. Можем ли мы оживить декларацию, политическую декларацию о государственном суверенитете? Или новые подходы? Вот к новым подходам есть, когда мы прямиком писали, что Якутия является суверенным республикой, государством и так далее, после жалобы прокуратуры, обращение ряд народных депутатов, Конституционный суд, вот Дмитрий Николаевич сидел, он принял новые решения. А суверенитет, он не отказался, Конституционный суд, суверенитет есть, но в полном объеме своей компетенции, то, что мы можем, мы имеем право сами образовать, допустим, районы по нашему хотению, на слега, посадить там на места руководителя, это наша стопроцентная компетенция, допустим, и так далее. Есть компетенция совместная по нашей сохранности природы, по нашим богатствам, да, по кадровой политике, в том числе и наших правоохранительных и тому прочее. Образование и так далее. Где-то 26 таких блоков. И вот Конституционный суд принял по его стопроцентным полномочиям и совместным полномочиям республика имеет суверенное право. И формулировка эта пошла, но, к сожалению, в конце 4-й созыв Государственного собрания приняло иное решение, вообще о суверенитете ни слова. Вот это надо изучить. По какому научной стопе нам надо идти. Извешить. Сейчас времена не те. Сейчас очень трудно. И изучить вопрос, вернуть. Я вот за должностным лицам республик, они национальное государство, они признаны на Конституции Российской Федерации, имена президента. У нас очень много президентов разных отраслей. Чего мы стыдимся? И говорил, что Россия должен быть один президент. Но до сих пор Татарстан президент. Нашей академии президент. Или недавно изменили. Да. И единственный субъект носит суверенный подход. Хорошо. Так, ну и сохранить. Нам нужна практическим работникам, ну не мне, я сейчас глубокий пенсионер, а моим коллегам-юристам, базу, как сохранить нацию. Термин Иванов, Петров, Сидоров, мы кто такие?
национальность, если вот эта теория Дугина победит, по которому идут от Жириновца, тогда мы превращаемся этносами. И следом за этим, а раз нации нет, то республик нет. Два подхода вот сейчас делает. Первое, под видом национальной программы, вот утверждает там наверху, вот национальная программа, мы радуемся. Национальная программа по образованию, по здравоохранению, по строительству и так далее, и так далее. Национальная. И путем этим постепенно идет размывание понятия, что такое нация, что такое национальная там программа. Это первое, тихо и сапо идут. И второе, открыто. Объединение, я уже сказал, объединение субъектов Российской Федерации до 30 по замыслу некоторых авторов. Вот это надо тоже изучить. Подходит ли эта проблема у нас, Якутии? Мы наравне, я сейчас кончаю, наравне по территории, как Индия, вся Европа, плюс Англия. Можем ли мы согласиться? Можем ли мы обижать своих коллег магаданцев? Пусть они самостоятельно развиваются, в труднейших условиях работают. А еще плюс мы там пойдем. Поэтому тут работа очень много. Ну, когда трудно будет сейчас нам всем, и особенно вам, практическим работникам, ученым, когда вот нашу комиссию по примирению сторон руководит бывший министр культуры России. Мединский. Да. Что он делал, когда работал? Он говорил, надо срочно вынести тело Владимира Ильича Ленина в мавзолей. Ораторствовал во всем, где он в командировке, на совещаниях. И второе, это касается вам, академикам. Говорил, Академию наук России надо распустить. Это пустой звук, это никчемная организация, пусть развивается по отраслям наука. Зачем тут собирать народ, раздавать государственные деньги? Вот такой человек, он сейчас там руководит вопросом примирения. Не знаю, если вот такими способами, вот такие, если лица подойдут нашему суверенитету, статья 5 Конституции Российской Федерации о том, что мы являемся еще пока государствами, наверняка будет трудно. Нам надо упреждающая политика субъектов. А раньше мы все, вот свыше 20 республик, вместе работали. Вместе работали. Не зря же там на совещаниях, когда они проигрывали, доктора наук вставали и говорили, вы что, товарищи, у вас всего 20 миллионов человек, и вы хотите руководить всей Россией. Это представители республики, говорила она. Поэтому я очень прошу, Егор Михайлович, и всех от академической части подсказать юристам, народным депутатам, как быть дальше. Мы же ведь по-старому не будем жить, наверное. Сейчас энергичные руководители пришли, им надо положить. Хорошо. Спасибо. Вот как, Егор Михайлович, как подсунут бумагу руководителя. Вот когда Рублевым по газу сказали, что будете платить европейцам рубля, а один там наш человек говорит, вот сейчас будем обсуждать проблему, которую подсунули президенту, его работники. Ну, так же нельзя. Вы не будете посол. Так,
Ага. Умные, хорошие экологи. Хорошо. Так, это Егор Михайлович первый. В республике говорим два Егора Михайловича. Так мы шутили раньше. Оказывается, еще есть несколько. А так вот Егор Михайлович первый. Выношенные годами, большим опытом идеи, предложения вот здесь. Мы затем и собираемся за круглым столом с тем, что вот в этой идее обсудить, советоваться, выработать какие-то подходы, идеи, концепции и так далее. Вот спасибо за вот прямой в адрес Академии нас, ваше пожелание, предложение. Так, пожалуйста, вопросы Егору Михайловичу. Можно? Да, пожалуйста. Егор Михайлович, спасибо за доклад. Вот у меня тоже два вопроса будет. Он хочет ответить. Нет, мне очень интересно было слушать. Первый вопрос. Вот после февральской революции 1917 года вот, многие социалисты, большевики, вот они говорили, писали, что монархизм прогнил, монархическая форма правления в России, она никуда не годна. Прошло буквально несколько лет, вот, и когда власть Сталина укрепилась, вот, о такой власти не мечтал ни один российский монарх. Вот поэтому вопрос заключается, может быть, это является особенностью, цивилизационной особенностью России. Вот вечное стремление, да, вот, ну, такому авторитарному типу правления, к империи. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот меня интересует ваше мнение, да, в отношении проектов нашего вот Илдархана Айсена Сергеевича, это вот по Ленскому мосту и по Алан-Халенду. Спасибо. Ну, первое, это... Это вот по Сталину. авторитарному Ну, правлению, да. по Сталину, да. Ну, ясно. Ну, я думаю так, по-простому, по-якутски. Самое труднейшее время всегда народ, общество, политика выдвигает человека, который действует именно авторитарно. Труднейших положениях. Ну, посмотрите Россию. И революция. Если Керенский был бы типа Сталина, он бы держал бы власть в полном объеме, а он на женское платье одел и удрал за границу. Слабовольный политик оказался. И этим воспользовались не только большевики, но и все прогрессивная часть общества. И по всей России прошли изменения. Вот посмотрите, если Сталин был бы как Керенский или слишком либерал, мы гражданскую войну не выиграли бы. Мы Отечественную войну не выиграли бы. Мы не строили бы коллективизацию и так далее и тому прочее. Ну, сами знаете, до Великой Отечественной войны, конец 30-го года, Россия вышла почти на уровне по промышленности Соединенных Штатов Америки. По энергоносителям вообще мы первые вышли. Так, сами начали строить все, и самолеты, станки, автомобили, это мы, без никакой помощи. И вот сейчас, Анатолий Афанасьевич сказал, или еще кто-то, сейчас необходимо вернуться. Президент Путин сказал, а вот Медведев, когда был президентом, он сказал, нечего не устроить, мы будем все покупать за рубежом. И вот мы оказались не готовыми. А вот сейчас будем заниматься строительством заводов, тут нужна тоже крепкая рука. Крепкая рука сегодня кроме Путина нету. Вот на ваш вопрос. Так. Самые крутые времена должны в обществе появляться люди. Вот посмотрите китайский Си Цзиньпин. Крутой человек. Угу. Он тоже
думаю, крепко держит руля вот такую махину. Поэтому играть с такими вопросами, что как это так, появляются такие диктаторы, то прочее, это история. Человеческая история рассказывает, что необходимо вот такие лидеры. И в нашей республике, посмотрите. Да. Ну, вместе первого президента посадили мы другого. Вот либерала или какого-то человека. Ну, думаю мы не додумались бы. Что-то строить, что-то делать. Хорошо. Еще вопрос. Ленинский мост я поддерживаю. Я всегда поддерживал. Поскольку без этого моста нам дальше экономически не развиваться. Это не просто там мы выручаем людей, мучающих там по переправам, да? А это экономический вопрос, политический вопрос. Мы же будем развиваться. Какова судьба будет через 10, 20, 30 лет, 50 лет. И даже столетия, 200-летия. На этом месте будут сидеть люди, и у нас статус какой? Вдруг мы там совершенно другие. Какой статус будет? Олонхолен, я выступал в газете один раз, Кым, несколько лет тому назад, когда еще говорили, я не сторонник. Я не сторонник собирать все это одно место, как вот индейцы Соединенных Штатов Америки, когда разного рода мероприятий, одевают их по-старому, перьями и так далее, сидят, курят, дело делают, как индейцы. Мы не хотим. Мы вроде бы развитая нация. И в одном месте собрать всех наших театров, культуру и махину строить. Но я не сторонник. Вместе это мы должны были якутские строить вот по адресу, вот как русский драматический театр, как якутский театр, но его снесут, и он пойдет там. По отдельным, в 17 квартале, там рабочие городки и так далее, центры. Это здорово жить будет. Ну, хорошо. Я не знаю, как мне добраться там Олонхолен, старому человеку, 82 года. Найти надо транспорт, да? Найти надо деньги, найти здоровье, чтобы с утра до вечера там ходить. Да. Ну, хорошо. Поэтому все надо было учиться. Да. Егор Михайлович, еще один вопрос есть. Егор Михайлович, вот поправки последние в Конституции меняют судьбу местного самоуправления. Как в реалии отразится для нашей республики? Да. Хорошо. Это вот да, очень хороший вопрос. Я вот тут в слове тоже вот хотел говорить об этом. Но Егор Михайлович меня так посмотрел, что надо меня прогуляться. Не успел. Нет. Вот как раз вот эта основа новой редакции, это есть один из пунктов лишения нашей государственности. В целом, ослабление. Ну, сами понимаете, местное самоуправление останется только в районном и больших городах. Все. На селеках, маленьких городах, там второй уровень не будет. Не будет там избранных народных депутатов, поселковых, городских, сельских поселений, деревень наших якутских. Не будет там руководителя, главы, понимаете? А будет центр. Вот оттуда и глава района, он будет командовать, он будет подбирать. А так, чтобы народ не кричал на месте, село, вот, допустим, на моем родном Хамалате, допустим, посадят старосту. Вот курам нашим, это в законе еще сказано. Если субъекты исторические какие-то там
обычаи туда-сюда, он может называть другое. Но мы думали, другое название раньше как было? Царствина, князь, туда-сюда. Но это нету у нас. Поэтому, считаю глубоко ошибочным и неправильным этот закон. Я выступал в Тюмени, был против, даже говорил, не надо одобрять, а нашими предложениями отправить обратно. Но наши так сделали, некоторые так поправки, но раз субъект не против, все, они собрали это и в первом чтении приняли этот закон, основа. Но в связи с событиями коммунисты, эта фракция коммунистов поставила, до июня перенесли, а потом началась война. Сейчас вопрос стоит вообще до осени перенести, а я думаю, что экономическими санкциями, войнами в скором времени к этому, наверное, не вернуться. Поскольку, если мы этот закон приняли бы, как раз этот период, когда все вокруг нас давят страшной силой, ну считайте, кто на местах держит власть реальную, конечно, главы нашлегов, депутаты местные, вот они хором собираются, что-то делают, что-то помогают, а вдруг никого не будет. Все. Вот особенно в тех местах, где вот рядом война идет, областей, краев Российской Федерации. Хаос будет по управленческому, по организационному вопросу. Поэтому правильно сделали, что до июня принесли, а потом до осени, наверное, будет, и вообще этот закон не надо спешить. Хорошо. Ну, да. Хорошо. Это о законопроект Клишиша и Крашенинникова речь идет, да? Хорошо. Это Крашенинников. Это если мы знаем, он 30 лет боролся против суверенитета, против республики. Вот, да, он не смог. Он был министром юстиции, депутатом Госдумы. Хорошо. Мы с ним воевали открыто. И он сейчас, видите как, вдвоем собрались, подкинули, подсунули, и все пошло. Сидел бы там советник, наш, как его, который умер, Яков, Вениамин Федорович. Юрист, да. юрист. Он у нас здесь готовил юридических кадров. Да. Министром юстиции был, арбитражном суде работал. И последний до конца долго работал советником по правовым вопросам президента Российской Федерации. Ну, хорошо. Он бы не допустил. Хорошо, Егор Михайлович, тут, да. Там нету таких колоритных сейчас людей, которые могли бы что-то подсунуть. Ну, еще бы можно было бы сколько угодно вопросов задать, к сожалению. Ну, просто одно я скажу. Здесь это несколько проблемы понятийные. Я обращаюсь к философам. В большей степени есть проблемы здесь по нашей части. Я имею в виду, я сказал, понятие социализма, капитализма. В данном случае есть понятие нации, национальных отношений. Кстати, у меня вышла монография в Германии именно по этому вопросу, по национальному вопросу, ряд лет тому назад. Дальше здесь есть понятие суверенитета. С моей точки зрения, это юристы в свое время как бы запутали в этих понятиях. Они говорят, суверенитет есть или суверенитет нету. Третьего, четвертого не дано. Наверняка, с точки зрения философии, мы с этим не согласимся. Во всяком случае, я не согласен в этих понятиях, в понимании всего этого. Вот, и здесь есть проблема. Дальше тут возникает проблема монархии. Проблема как бы управления и так далее. Тут понятие монархии – это царя другое. Другое – это наследственная, там структура совсем, система другая. А что касается вот этого президента и так далее, руководства и тому подобное, несколько другое.
Но внешний режим может быть похож, да, политический режим и тому подобное. Но, однако, сути разные. То есть самодержавие, действительно монархия, тогда, в феврале 17 года, действительно уничтожена была. Но сейчас возродить, кстати, сейчас уже стремление возродить то, что было до 17 года, в том числе именно монархическую систему, систему царизма. Вот с точки зрения моего наблюдения. Ну, ладно. Дальше, друзья, тут надо посоветоваться. Так, хочется и другим дать слово. Видимо, надо сокращаться, да-да. Вот, перерыв устраивать будем? Нет? Нет, наверняка. Давайте поэтому оперативно закончим. Тем более у нас наверняка в конце обмен мнениями. Тут масса такого интересного момента возникает. Так, ну, пожалуйста. Это Геннадий Владимирович Толстых, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Геннадий, с учетом сокращения. Да, я понял. Ну, 100 лет я СССР, много это или мало? Ну, для человека, наверное, это много, потому что единицы только доживают до 100 лет. А вот если применительно к территории, к административному образованию, что изменилось, насколько, какие изменения произошли вот в социальном развитии республики? Ну, попробуем посмотреть на это на конкретных цифрах. Главный источник – это перепись населения. Первая качественная перепись в Российской Федерации была в 1926 году, хотя она была третьей по всеобщей переписи, которая происходила на территории России. Первая была в 1897 году в Российской империи, вторая состоялась в 1920 году уже в Российской Федерации. Ну, из-за гражданской войны она охватила лишь часть населения. И вот, что касается первой переписи, надо сказать, что там были научные принципы положены. Был такой Василий Михайловский, Олимпий Квитник. Они выработали научные принципы, которые дальше уже в остальные переписи вошли. Обработка прошла в рекордные сроки, за 16 месяцев, 56 томов было, без всяких машин, абсолютно все посчитали. Но что касается нашей республики, то она своеобразно проходила. Во-первых, убрали все сроки, потому что у нас было очень много достаточно кочевого населения, и никаких раций тогда не было, связи абсолютно не было, и поэтому очень сложно было. Вот в северных округах всего было 8 округов у нас в республике по переписи, и вот в северных у нас Булунский, Верхоянский, Колымский до февраля 28 года аж была перепись, хотя жесткие были сроки до, там, скажем, 15 декабря 26 года на остальную территории Российской Федерации. Значит, численность, приведу цифры. Численность населения была, 289 тысяч, в том числе 15,3 тысяч это городского населения. Это составляло 5,3% всего. Представляете, это аграрная была республика. Значит, сельская 94,7%. Мужское население было 52,9%, женщины 47,1%. Определялось самоопределением, как кто себя назовет. Якуты составили 81,6%, русские 10,4%, тунгусы 4,5%, татары 0,6%. Вот данные переписи 26 года, они послужили основой для разработки 5-летних планов развития страны, в результатах которых страна превратилась из аграрной в индустриальную развитую державу. Но, к сожалению, вот данных переписи 2020 года еще нет, до сих пор они не опубликованы, хотя не вручную все считается, с помощью компьютеров, но мы до сих пор их ждем. Но у нас есть ежегодники демографические, демографический ежегодник 2020 года. Вот я туда заглянул. Значит, по уровню естественного прироста республика занимает на сегодня 7-е место в Российской Федерации. После Чечни, Ингушетии, Тывы, Дагестана и Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского, Югры. Это 7-е место по естественному приросту. Это очень значимый показатель. Среди регионов Дальневосточного округа у нас самый низкий уровень смертности. По коэффициенту рождаемости 13,2 промилле.
городское 66,1%, сельское 33,9%. Средний возраст у нас на сегодня 34,9 лет. Ожидаемая продолжительность жизни 73 года, это по данным на 2019 год. И численность у нас до миллиона никак мы не можем все-таки дойти, 971 996 человек. Последняя перепись, которая вот данные есть, это 2010 года. Мы все-таки, у нас есть небольшой прирост, 1,4%. Конечно, между этими переписями было много разных событий. Вот Анатолий Фанасьевич правильно сказал, были точки роста, как мы сегодня называем, это комплексная экспедиция, которую Максим Кирович Амосов организовал на территории нашей республики. Она тоже заложила практически основы индустриального развития. Были драматические периоды, война, голод, вы знаете, послевоенный период. Однако мне хотелось бы особо выделить 90-е годы. Вот этот период слабо изучен, хотя материал уже отложился. Есть много оценок, подчас противоречивых. И начало 90-х годов сопровождалось ломкой административно-командной системы. Была свернута по существу плановая система хозяйственная, которая во многих аспектах успешно функционировала. И шла практически вслепую, на ходу, настройка на рыночные отношения. Причем переход, как вы помните, осуществлялся методом шоковой терапии. Вы помните эти планы там Явлинского, 500 дней и так далее. Если в цивилизованной Европе эти процессы шли десятилетиями или веками, у нас предполагалось, что за месяцы мы пройдем этот путь. Особенно тяжело эти процессы шли в условиях Крайнего Севера. Прежнее законодательство практически уже не работало. Были задержки по зарплате. Напомню высказывание председателя правительства Егора Гайдара, который во время своих рабочих поездок сказал, что Север разоряет Россию. Он очень затратный и так далее. Однако в республике Саха-Якутия, благодаря усилиям первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева и правительства, удалось сделать буфер вот этим реформам. И мы более плавно прошли вот, без социальных потрясений вот этот отрезок. Более того, был взят курс на укрепление здравоохранения, образования, социальную защиту, охрана материнства и детства, здоровый образ жизни. Причем вот сейчас только эти моменты мы видим на федеральном уровне. Вот появились. Это говорит о том, что у нас были совершенно правильные ориентиры в 90-е годы выбраны, мы успешно их добивались. Что касается системы высшего образования, вот был развал по существу везде в стране, не то, что там новые строились, там старое все разрушалось, а у нас строились новые корпуса. Якутского госуниверситета, который позже стал федеральным центром материнства и детства, диагностический центр, все вы это хорошо знаете. Но не просто строились новые здания, была создана новая законодательная основа всех вот этих вещей. Мы получили финансовые ресурсы на эту постройку, и благодаря вот этим действиям удалось улучшить демографические показатели в республике. То есть сделать заделы и положительную динамику на перспективу. Именно поэтому мы сегодня занимаем вот лидирующие места в Российской Федерации, а основы были заложены ими в 90-е годы. Это была очень неблагоприятная обстановка, но руководству нашей республики, все-таки и Илтумену в тандеме удалось преодолеть этот период и заложить положительные тенденции. Вот я об этом хотел сказать коротко. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопросы? Так, Геннадий Владимирович, просьба действительно, вот этот интересный момент. Социальный состав, динамика какова, национальный состав, динамика с точки зрения народонаселения за этот столетний период. Вот это вот проследить было дальше, вот было бы очень интересно, очень интересно. Ждем от вас хороших публикаций в связи с этим. Так, разрешите дальше. Так, Лазарь Степанович. Филиппов, доктор философских наук, профессор. Пожалуйста, Лазарь Степанович. Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, 11 лет назад на основе научного анализа все наличного материала я выпустил в научной монографии «Первый руководитель Советской Якутии». В этой монографии было указано, что иногда исторические случайности
выступает решающим фактором в судьбе целого народа. В частности, в 1915 году грамотность якутской нации составляла 0,7%. Из этого невежества, искусственно созданного царской Россией, по своей воле стремлении поступили якутские учительские семинарии из Нюрбинской области Степан Васильев, из Беркловицкой области Идар Барахов, из города Белевицкой Степан Ржаков, из Намской области Максим Амосов и Татинской области Платон Юнский. 1913 по 1916 год в город Якутск на ссылку прибыли большевики Ленин, Емельян Ярославский, Сержо Орджоникидзе, Григорий Петровский, которые организовали подпольную ячейку РСДРП. По ее решению была организована подпольный кружок юных социал-демократов. Эти две исторические случайности создали основу будущей счастливой судьбы якутского народа. Большевики-ленинцы воспитали из числа участников учительской семинарии ортодоксальных марксистов, будущих первых руководителей Максима Кировича Мосова, Исидора Никифоровича Барахова, Платона Алексеевича Юнского, Степана Максимовича Ржакова, Степана Васильевича Васильева. Большевики-ленинцы после февральской буржуазно-демократической революции в России своим ученикам дали великую по характеру, масштабную по практике действия, по принуждению добровольной сдачи своих властных полномочий губернаторам и полицмейстерам народной власти. Первым управляющим коммунистической Якутии стал коммунист Григорий Петровский. Этот теоретический фундамент и практически революционный опыт первый руководитель Советской Якутии пронесли через всю свою короткую, но яркую, наполненную революционными событиями создательной деятельности жизни. Уважаемые товарищи, мы собрались накануне столетия создания Якутской автономной республики. Я хотел бы в своем выступлении остановиться на динамичной диалектике создания Якутской АССР. Степан Ржаков, будучи слушателем курсов при Коммунистическом университете имени Свердлова, в декабре 1920 года принял участие в работе 8-го Всероссийского съезда Советов, где впервые увидел и услышал Владимира Ильича Ленина, который говорил, что наиболее эффективным путем единения окраины России пролетарским центром является советская автономия. По инициативе Степана Ржакова все делегаты съезда из Якутии встретились с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, народным комиссаром национальности России, и поставили перед ним вопрос о предоставлении якутского народа автономной республики. Через 3 месяца в Свердловском зале Кремля открылся 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков. В работе съезда принял участие Исидор Никифорович Барахов, секретарь Якутского бюро, и решающим голосом, Платон Алексеевич Юнский, председатель Якутского революционного комитета, с вещательным голосом. Они впервые видели, услышали Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, которые говорили, что наиболее эффективным путем единения окраины России с пролетарским центром России является советская автономия. На обратном пути Барахов и Юнский перед Сиббюро Сибнасом поставили вопрос о предоставлении якутскому народу автономной республики. С 4 членов Сиббюро поддержали 2, против голосовало 2, то есть решение не было принято. Через месяц, апреля 1921 года, в Чурапче собралась беспартийная конференция под руководством Степана Васильева. В работе конференции приняли участие представители 10 вузов. Конференция отправила телеграмму Владимиру Ленину, который ответил, и мы знаем содержание этой телеграммы. Беспартийная конференция одобрила создание автономной республики. В мае месяца 1921 года Степан Ржаков выступил докладом на коллегии Комиссариата национальности России о необходимости предоставления якутскому народу автономной республики. Коллегия этим предложением согласилась и рекомендовала этот вопрос вынести на рассмотрение съезда Совета Якутии. В начале января 1922 года Максим Кирович Мосов со всеми наличными материалами уехал в Москву. Сначала он встретился с Иосифом Сталиным, а затем Владимиром Лениным с их поддержкой 27 апреля
22 года Всесоюзный Центральный исполнительный комитет Совета России принял решение о создании Якутской АССР. На 9-м пункте, в котором было написано, государственный бюджет Якутской АССР обеспечивается Россией. Это была победа первого руководителя Советской Якутии Аммосова, Барахова, Воинского, Рожкова, Васильева и мудрость и дальновидная политика пролетарского центра России. 13 января 1923 года состоялся учредительный съезд Якутской АССР по избранию высших государственных органов Якутской АССР. Председателем Центрального исполнительного комитета Совета Якутской АССР был избран Платон Алексеевич Саюнский. Был образован 11 народных комиссариатов и Совет народных комиссаров, первым председателем которого был назначен Исидор Николаевич Барахов. Степан Ржаков был назначен председателем Якутского ОГПУ, Степан Васильев народным комиссаром роте государственной инспекции Якутской АССР. Таким образом, уважаемые товарищи, Якутская АССР была образована усилиями всех 5 первых руководителей Советской Якутии. Им еще оставалось работать по строительству основы коммунизма в Якутской ССР еще 5 лет, до 1928 года. И последнее. Пролетарская революция – это ломка традиционного образа жизни, склада мышления, тем более отказ от традиционного уклада общественной жизни, замена ее совершенно новым, неизвестным. В огне пролетарской революции России погибло почти все первое поколение революционеров. Все негативные явления революции, революционных событий не может быть объявлено виной одного человека, великого Сталина. Научное исследование буржуазно-демократической и пролетарской революции в России ждет своих исследователей. Спасибо за внимание. Спасибо. Валерий Степанович, вопрос. Ага, может еще вернемся. Пожалуйста, Валерий Валерьевич. Какие у вас соображения? Примите, пожалуйста, участие. Это доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха-Якутия, еще добавили директор Института всех проблем Севера Якутского научного центра и так далее. Писатель и так далее, поэт. Эта штука. Так, я на самом деле доктор технических наук. Тут видите. Я на самом деле считаю, что доктор технических наук включает и физмат наук. Ну, конечно, так что. Ну, я не специалист в области, да, тут историки в основном собрались. Но я хотел бы обратить внимание, что совершенно не соблюдался регламент. По полчаса выступали люди, то есть фактически это пленарное заседание было, а не круглый стол. Это формат совсем другой. Так. И поэтому, наверное, только я успею выступить, поскольку тут уже времени да нет. Ну, сокращаться надо у будет. меня 3 маленьких пункта, которые я хотел бы отразить, вот, слушая выступления предыдущих ораторов и имея некоторые свои соображения тоже. Ну, во-первых, это то, что мы, наука, да, как относимся к этому столетию. На самом деле это, да, 2 этапа уже было. Первое советское и второе капиталистическое развитие. Как они соотносятся между собой, и в чем, значит, ну, может быть, отличие для народа республики, для благосостояния республики этих этапов. Можно сказать, что первый этап, он был наиболее длительный, и практически из ничего республика в индустриально развитую, ну, область превратилась. Тут добывались и алмазы, и уже и золото, и промышленность, и, ну, нефтедобыча и газодобыча вот последние годы особенно стала развиваться. А уголь, вот, вся энергетика, уголь, это начиная с 20-х годов уже активно достигло, это якутское ГУРО, так называемое, которым наш институт непосредственно занимался с 60-х годов, это развитие электроснабжения схем всех.
Сейчас вот благодаря этой работе планомерной, которая не прекращалась и в капиталистический период, да, так называемый, рыночный, вот в наибольшем благоприятном состоянии находится энергетика республики до сих пор. Это единственный регион в стране, где была разработана энергетическая стратегия, она работает, реализуется последовательно. Вот из того капиталистического периода, ну вот здесь отмечали благоприятные последствия. Это большой приток капитала за счет алмазодобычи, строительства. Но мне кажется, что немножко произошло разбазаривание этих средств, нецелевое их использование, и контроля за этим не было. Поэтому, если бы тут был бы другой руководитель, да, говорили тут про Николаева, но были другие кандидаты на эту должность. И даже вот я знаю их, лично знал, то, я думаю, была бы республика не хуже, развивалась бы не хуже. Поскольку здесь нужен был человек, да, ближе к органам, который бы умел контролировать вот это вот воровство, которое шло в огромных масштабах тут в 90-е годы. И начиная 2000-е. Ну и полный крах образования по всей стране, это начиная с 90-х годов. Переход на систему болонскую, которую мы, вообще говоря, потеряли детей, поколение целое. И вот сейчас только приходят более-менее нормальные ученики, которые, ну, начинают понимать кое-что. Буквально несколько лет назад практически нулевые знания были. Они знали меньше, чем школьник средних классов, выпускники школ. И учить их было невозможно. Это очень сказывается на науке. И вот где-то в 10-х годах мы получили поколение менеджеров, управляющих страной, которым наука была не нужна вообще. Они решили убрать Российскую академию наук и науку вообще. Ну, вот эта вот реформа Академии наук, вы знаете, то, что происходило. Вот, то есть это нетерпимое положение, которое, да, вот сейчас начало исправляться каким-то образом. Для Якутии еще участие в больших проектах, научных экспедиций. Вот вторая комплексная экспедиция, она, ну, тоже несколько не в тех руках оказалось управление ею, мне кажется. И направления вот, выбраны неверные. Это не промышленность, это какие-то гуманитарные направления пошли. Ну, мы должны, конечно, поддерживать их, но не в такой степени, как сейчас идет. Мы оказались с пустыми карманами перед тем, что когда отрезали у нас вот границы, да, мы оказались без импортозамещения, и не говоря уже об импортонезависимости, о которой сейчас говорят, которая необходима нам. Вот это необходимо, как бы, такой период мобилизации сейчас тоже произвести, когда мы все должны мобилизоваться для построения новой промышленности, в том числе и в Якутии, и в стране в целом. Ну вот такие краткие мы... Да, тезисы. хорошо, Валерий Валерьевич, хорошо. Спасибо. Ну тут еще два выступления остается. Тут Винокуров здесь пришел, нет? Здесь. Здесь, да. Ну тогда 3 выступления. Сейчас слово, пожалуйста, Алексей Никентьевич Голиков, доктор педагогических наук. Еще раз профессор. доброго дня всем. Значит, у нас доклад называется «Исторический опыт развития высшего образования в республике». Совместный доклад с Февронией Николаевной Егоровой. Это у нас здесь, да? Директор музея. Будут слайды. Поэтому у меня вот такая прелюдия, скажем, да. Конечно, это связано с развитием нашего университета. Многие имена вот достойных сынов республики связаны с созданием университета Якутии. Это Василий Никифоров, Максим Амосов, Илья Винокуров, Семен Борисов, Василий Протодиаконов и многие другие, да, которые приложили огромные усилия, чтобы молодая автономная республика, наша Якутия, обрела систему высшего образования, начала самостоятельно формировать кадровый состав специалистов для бурно развивающейся экономики. При этом изначально идеи высшего образования были предметно указаны с большими перспективами экономического и социального развития, учитывая и региональные особенности подготовки кадров. И
перед тем, как слово дать Февронии Николаевне, здесь со слайдами у нас будет, да, хочу, значит, вот процитировать слова профессора Георгия Прокопьевича Башарина. Поколения третьего тысячелетия будут понимать значение нашего университета гораздо глубже и шире. Да? Вот даже на сегодняшний день, когда все, вот, как Анатолий Афанасьевич сказал, что большинство это в частных руках, да? Наш университет имеет филиалы. Филиалы в городе Мирном и филиал в городе Нерюнгри. Да? Это тоже оказывает некоторое влияние именно тому, чтобы, ну, у нас головной вуз находится в Якутске, 19 тысяч студентов обучается, это очень большая цифра, да, больше 3500 работает, поэтому это огромное учреждение, все специальности там, и медицинские, и педагогические, все специальности обучаем, да. Поэтому, Феврония Николаевна, пожалуйста, время не задерживать, потому что очень хороший доклад, да. Слайды хорошие. Основные моменты. Уважаемые участники круглого стола Академии наук Республики, сегодня со мной присутствует наш коллега, руководитель организационного управления медиаполитики и связи с общественностью Михаил Степанович Яковлев. Так, поскольку, значит, перед нашим университетом было дано задание, значит, издать книгу, которая будет называться «Высшее образование Якутии, ЕГПИ, ЕГУ, СВФУ». Так, ректор нашего университета Анатолий Николаевич Николаев издал приказ за номером 505 21 июля 2021 году о создании редакционной коллегии СВФУ. Да. И эта книга должна была издаваться на базе Музея истории высшего педагогического образования Педагогического института нашего университета. Научным консультантом был назначен Сивцев Иван Семенович, ветеран педагогического труда, кандидат исторических наук, председатель Совета наставников СВФУ. В работе по сбору материалов было задействовано руководство всех факультетов и институтов, вспомогательных подразделений нашего университета. В предисловии размещено вступительное слово главы республики Айсена Сергеевича Николаева и ректора СВФУ Анатолия Николаевича Николаева. В первом разделе «Образование Якутии до революции 17 года» включена статья кандидата педагогических наук Захаровой Александры Егоровны «В надежде найти свет и знания» о первых образованных наших земляках, которые с помощью состоятельных родителей получили высшее образование в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Иркутска. Это до революции, до 17 года. Второй раздел посвящен истории создания и становления первого вуза в СССР Якутскому государственному педагогическому институту. Директором института в 1934 году был назначен Иван Пудович Зегусов, который приступил к исполнению своих обязанностей с августа 1934 года. Заместителем директора был назначен по учебной и научной работе Мельников Иван Андреевич. Перед коллективом пединститута стояла цель – подготовка преподавателей техникумов, 10-летней и 7-летней политехнических школ по следующим направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, литературно-лингвистическое, историко-экономическое, подготовка преподавателей истории, политэкономии, обществоведения и экономической географии. Пединститут в годы войны 1941-1945 годы испытывал невероятные трудности военного времени, но продолжал свою деятельность по подготовке учительских кадров, воспитанию подлинных патриотов своей страны.
В третьем разделе «Якутский государственный университет» размещена статья Кириллина Афанасия Павловича, лауреата Государственной премии имени Максима Кировича Амосова, присвоенного в 2019 году указом Айсена Николаева Илдархана вопросу об открытии Якутского госуниверситета и развитии высшего образования. Каждый период развития университета имеет свои особенности, созвучные с историей развития родной республики, о котором сегодня много раз за круглым столом говорили. Многие имена достойных сынов республики были тоже связаны с созданием университета в нашей республике. Об этом уже сказал Алексей Иннокентьевич, наш руководитель, проректор нашего университета. Процесс становления и развития высшей школы, высшего образования в республике раскрывается в книге-фотоальбоме через освещение деятельности 6 ректоров Якутского государственного университета и 2 ректоров Северо-Восточного федерального университета, демонстрирующий преемственность поколений ректоров, отдавших свои знания, способности, энергию доверенному ему руководством республики делу формирования кузницы высокообразованных, конкурентоспособных кадров для республики. С 1953 года по инициативе видного ученого Арсентия Мординова и его единомышленников был поставлен вопрос о реорганизации педагогического института, созданного в 1934 году в нашем северном крае. И, был назначен первым ректором нашего университета, Якутского государственного университета, Арсентий Егорович Мординов. Это сыграло большую роль в становлении высшей школы в республике. Ему по праву было доверено стать основателем Якутского государственного университета. Развитие университетского образования тесно связано с именем ректора ЯГУ с 1953 по 1973 год Поповым Иннокентием Гавриловичем. В 1960 году ректор Попов произвел структурные изменения в ВУЗе. В 1959 году было 3 доктора и 45 кандидатов, а в 1973 году 8 докторов и 158 кандидатов наук, а остепененность преподавателей составляла почти 36%. Это был заметный успех руководства Якутского госуниверситета в решении кадрового потенциала вуза. По инициативе комитета ВЛКСМ ЯГУ в 1968 году началось массовое патриотическое движение студенческих строительных отрядов. Становление ЯГУ в ряды классических университетов Советского Союза связано с именем Кузьмина Арьяна Ильича, ректора ЯГУ с 1973 по 1986 годы, доктора физико-математических наук, профессора. В ЯГУ были сформированы самостоятельные математические, физические, геологические, педагогические факультеты, организовано 20 новых кафедр, 2 проблемные лаборатории, геофизическая и гастроэнтерология. Так, пожалуйста, дальше просьба сократиться. Да. СВПУ, пожалуйста, там, когда... СВПУ. Да, давайте так. Ну, вы знаете, что на предпоследним ректором ЯГУ был назначен Василий Васильевич Филиппов, а последним ректором Якутского госуниверситета 12 лет работал наш Анатолий Николаевич Алексеев. Так, и в 4-м разделе книги фотоальбома отражен процесс преобразования ЯГУ и СВПУ. В год 75-летия высшего образования в Якутии президент России Дмитрий Медведев 21 октября 2009 года подписал указ о создании
Северо-Восточного федерального университета на базе Якутского госуниверситета имени Максима Кирилловича Амосова. Становление и развитие Северо-Восточного федерального университета Амосова неразрывно связано с именем Евгении Исаевны Михайловой, ректора СУФУ 2010-2019 годов, создавшей новый формат университета. В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской активности российских университетов СУФУ вышел в топ-50 вузов страны. Начало нового этапа развития университета связано с именем Николаева Анатолия Николаевича, ректора СУФУ с 2019 года. Федеральный университет под руководством Николаева определил стратегическую цель на долгосрочную перспективу развития вузов как ведущего научно-образовательного и экспертно-аналитического центра Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, укрепление позиций среди университетов Арктического, Азиатско-Тихоокеанского регионов по качеству образования, исследований и разработок. Так, книга «Фотоальбом» завершает статья Кугаевского, заместителя ректора СУФУ, кандидата экономических наук, со статьей «Влияние университета на социально-экономическое развитие Республики Саха и региона». Содержание книги фотоальбома дополняет богатейший материал по истории становления и развития кафедр, факультетов, институтов СУФУ, с которыми можно знакомиться через QR-коды. Через QR-коды значит, мы демонстрируем в книге юбилейной и достаточно обширную информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, о детях войны, о кафедрах нашего университета. Хорошо. Издано в последнее время книги. Таким образом, проведенная редакционной комиссией Северо-Восточного федерального университета работа по подготовке материалов для выпуска книги фотоальбома «Высшее образование Якутии» является достойным подарком к столетию родной Якутской области. Хорошо. Университет – это достояние республики. Спасибо за внимание. Это влияние, можно сказать, получения образования Якутской автономной республики и национальной политики в целом, как проявление. Вот университет, как высшее учебное заведение. Так, пожалуйста, я хотел бы дальше, Винокуров, я прошу, да, так, вас вкратце 5 минут, ладно? У вас тема такая историческая, Александр Григорьевич, да? Пожалуйста, 5 минут. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Винокуров Александр. Я младший научный сотрудник Института гуманитарных исследований, сам историк, молодежная лаборатория «Человек и Арктика». Ну, в целом, у нас тема, она очень интересная, очень проблемная, потому что она затрагивает как раз-таки трудную жизнь наших интеллектуалов того времени. Как говорится, я, в принципе, читать свой доклад не буду, его письменно отдам сейчас. Вкратце пробегусь. Вот. Ну, в целом, с чего можно начать? Можно начать с того, что накануне революции в Якутской АССР было довольно-таки немалое количество образованных людей, те, кто получили образование в церковно-приходских школах, в духовном училище, также те, кто получали частные уроки. У меня, например, прадед, он частные уроки получал платно. Вот. И если далее рассматривать, что уже, как присоединюсь к коллегам, как ранее сказали, что были уже люди, те, кто окончили высшие учебные заведения в Иркутске, Томске, Москве и в других городах. Действительно, эти люди, они внесли значимый вклад в создание, развитие Якутской АССР, столетие, которое мы отмечаем с вами накануне. Вот. Какие были
особенные черты в данный период. В данный период было то, что многие представители интеллигенции, они были выходцами из торговой среды, были выходцами из родовой аристократии наследников, вот. А также из духовенства. Необходимо признать, что накануне революции почти до 40% священнослужителей это были якуты, либо дети из смешанных браков. Все эти товарищи, они большая часть все-таки восприняли революцию и вошли в число советских работников. Не все были партийными, подавляющая часть из них была беспартийными. Вот они были задействованы на административных должностях, также были задействованы в управленческой работе, то есть, да, также были из них бухгалтера. Тут можно сделать классификацию хронологическую. При Владимире Ленине он искал пути интеграции старой интеллигенции в решении созидательных задач. Да, вот тут как бы было особых больших репрессий не было. Так, потом приходит период, когда к власти приходит Иосиф Виссарионович Сталин. Вы сами понимаете, он был ознаменован такими социальными потрясениями. Вот. В данный период у нас как бы интеллигенция, она была вынуждена выживать. Ну, в целом, что в повседневности, да, как говорится, они получали заработную плату. Но это тоже один момент такой, да, когда человек вот прежний был из родовой аристократии, который в деньгах особо не нуждался, он уже учился жить в новых для себя реалиях, условиях. Также в плане одежды, вот если смотреть фотографии до 25-26 года, там вообще одежда красивая у людей. Они как бы продолжали носить то, что до 17 года дорогая одежда, то, что была закуплена. А после 25 года, то есть 26 года уже смотришь, что уже одежда такая рабочая более становится, да, более строгая. Вот. В плане питания для Якутска таких изменений особо не было. Как питались, так питались, конечно, но в то же время были и карточки, в то же время и с продуктами проблемы были. У кого могли подвозить из улусов продукты подвозили, и сейчас это тоже не поменялось. Вот смотришь, такси приезжают кулями и коробками мяса, картошку и так далее привозят. Такое тоже было, получается. В воспоминаниях это я встречал уже, которые читал. Ну, при Сталине жили тут туго, но жили. Потому что если я могу перечислить определенное количество представителей улусных элит, которые очень удачно интегрировались в советскую элиту, уже номенклатуру, и жили уже очень даже хорошо, элитарно до развала Советского Союза. Хорошо, Александр Григорьевич. В целом, спасибо. Я считаю, что наша интеллигенция, несмотря на трудную жизнь, внесла значимую роль в развитии Советской СССР. На этом спасибо, коллеги. Да, тут он заявку сделал, Александр Григорьевич, поэтому ему предоставили слово. Просто мы извиняемся тут за короткое время. Вопрос к вам, Александр Григорьевич. Вы упомянули Сталина, да? Как вы думаете, какова роль его образования автономии республики? Или какая, есть роль какая у него или нет? То есть роль национальной интеллигенции в образовании якутской... Нет, это Сталина я имею в виду. Вы упомянули о нем, да? Сталина. Иосифа Виссарионовича Сталина роль в образовании Якутской автономной республики или нет его? Был какой? Виссарионовича? Да. Конечно, есть. Ну, как вы ценю, как вы думаете? Получается, во-первых, сама коренизация, как сама таковая получается, да? Так. Потом вот политика культурного строительства, потом также Иосиф Сталин был, оказывается, депутатом от Якутской ССР, это меня тоже очень удивило. Избирался от избирательного округа.
из Якутии. Да. Ага. Ну, в целом можно долго перечислять. Ну, перечислять не надо, тут я имею в виду в сугубо историческом плане. Конечно, Нарком НАЦ Сталин, его роль, как там рассматривали вопрос об автономии. Вот. Егор Петрович должен был бы говорить об этом. Было написано тоже. Да, это вы должны были об этом говорить. Это исторический факт. Как без этого-то? А потом же, Александр Григорьевич, хотел бы... Роль Ленина какая-нибудь есть? Нет? Ну, конечно, есть. В чем выражается? Ну, во-первых, он, как сказать-то, организовал революцию идейно, если более глобально смотреть, предоставил людям уже жить качественно, как-то. Да, ну тогда еще вопрос немножко иначе, я, чтобы как-то обострять или как-то тут оживить, я хочу. Виноват ли Ленин в распаде Советского Союза в 1991 году? Извините, не расслышал, можно еще раз вопрос? Так, виноват ли Ленин в распаде Советского Союза в 1991 году? Ленин виноват ли? А вы в курсе нет этих вокруг проблем, которые сейчас поднимаются? Вот поэтому я спрашиваю. Но нет, тогда может быть другой. Мы продолжим это дело. Так, пожалуйста. Да. Знаете, вот Ленин, когда споры были по вопросам национального образования СССР, Ленин категорически тогда выступил против автономии крупных республик. РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказье. А всех остальных республик, которые ставили эти вопросы, сегодня очень хорошо вы это сказали, вот их надо в форму автономных республик. То есть он поднял на одну ступеньку форму национального образования в виде союзных республик. В 1991 году почему страна распалась? Не потому, что Ленин когда-то сказал это плотно отделение. С точки зрения расцвета этих народов говорит, а не ухода их из состава страны. А в 1991 году руководители нашей страны, да и политическая элита не смогли придумать форму национального образования. И все нас на одну ступеньку поднял. Ленин поднял вот это и прожили 70 лет. Видите как? А в 1991 году у нас не удалось найти такого лидера. Видите как? То есть какая ступенька может быть впереди? Вот автономные республики есть, союзные республики есть. Вот следующая ступенька – это создание конфедеративного государства, то есть союза государств, чтобы они входили в единое государство в виде российское государство. Такая форма, мне кажется, сейчас назревает. Назревает такая форма. Если войдет Белоруссия в состав нашего государства, состава конфедеративного государства, то Украина может войти. Есть такая вероятность. Если Украина сейчас оставит в таком виде, и уйти с Украины очень опасно будет. Опасность этим народам. Там не только украинцы, там и русские, и другие народы. Поэтому это, в принципе, борьба с бандеровцами. Те, которые они годы войны уничтожали. Многих народов, представители многих народов. Поэтому это очень опасная тенденция. Хорошо. Если они видят в результате референдума будут стараться войти в состав России, то мне кажется, это в какой-то степени еще одну ступеньку мы поднимем. Тогда другие могут войти в состав российского государства. Южная Осетия. Почему сейчас заявляют они? Видите как? Да. Поэтому мы даем дорогу всем остальным. Видите как? Так, Поэтому ну хорошо. Ленина не надо винить. Далее Ленин по отношению
образование автономной республики, когда ему по телефону с ним согласовали. А он одобрил образование автономной республики. Поэтому очень велика роль Ленина. Вот, спасибо. Так, я почему вот это я спрашиваю, потому что все-таки это очень важный теоретический вопрос, связанный тогда, в 20-х годах, в 22-м году, союзная, автономная, это проблема теоретическая, которая сейчас необходимо нам четко представить, что тогда было, какая форма, кто выдвинул, искусственное создание было тогда образование, или не искусственное, или объективное было. Почему я говорю? Потому что сейчас есть такая тенденция, насколько я могу судить, Ленин, мол, виноват в распаде Советского Союза. Тогда была мина заложена в образовании Советского Союза, то есть по совсем не тем признакам, принципом было создан Советский Союз и получил образование. Вот поэтому я и говорю, это теоретический вопрос. Вот. В одном из передач Швыдского, там, значит, историки были, Сванидзе был и Петров, директор Института российской истории, и другие. Тогда Сванидзе говорит, что Маркс виноват в революции 17 года. Тогда Юрий Петров, директор Института российской истории, так и сказал. Если по такой логике говорить, тогда получается, Христос виноват инквизиции. Мухаммед, основатель ислама, виноват Пегиле. Тогда такая логика получается. Это не научно. Вот почему я говорю, если говорить, ставить вопрос, Ленин или Сталин виноват в распаде, тогда это очень сложный, между прочим, теоретический, принципиальный вопрос, между прочим. Вот потому я и вас просил с тем, чтобы мы могли обществоведы дальше вокруг этой проблемы тоже обсуждали, рассуждали. Да, хочу я предоставить последнее. Алексей Григорьевич Пудов, кандидат философских наук. Да. Ну, я очень кратко хотел бы, вот, может быть, взять всю совокупность вот этих сегодняшних выступлений и сказать вот о том, что действительно у нас вот эти сжатые сроки 100 лет можно с точки зрения философии и культуры обозначить определенными культурными этапами саморазвития. Вот эти 70 лет существования Советского Союза мы можем точно обозначить как советской модернизацией или вариантом обретения проекта «Модерн» с точки зрения философии и культуры. Проект «Модерн» подразумевает в себя несколько таких существенных вещей, но прежде всего это вера в разум. Вера в разум – это уход от теократического, да, значит, к атеистическому и прежде всего еще с точки зрения для нашего региона это смена эпох до модерна и премодерна, если подразумевать под домодерном мифологическое мировоззрение, мифологическую культуру, да, концептуализированную мифами, да, и христианство как эпохой премодерна, то вот именно 100 лет назад начинается активная фаза модернизации как реализация проекта, европейского проекта «Модерн», которая началась в эпоху нового времени в 17 веке. И поэтому можно сделать определенные выводы о том, что вот это соотношение, и то, что сейчас мы получили, я вот скажу, да, получили соотношение, если там это было 400 лет развития проекта «Модерн», то у нас соотношение это 100 лет к 400 годам, это 1 к 4. И вот за этот короткий срок у нас получилась реализация перехода от мифологической эпохи, традиционной эпохи, грубо говоря, к эпохе почти постмодерна. И я хочу вот сказать о том, что можно говорить к первой четверти 21 века, что у нас сложилась интересная ситуация, хотя вот эти последние 30 лет надо обозначить. С одной стороны, это большой интерес к национальному возрождению, я его это называю этнокультурный ренессанс, внимание к этнокультурным процессам, потому что по большому счету проект «Модерн» подразумевает
стирание национального. Ну, мы прекрасно можем судить только по одному критерию, это стирание национальных языков, уход из национальных языков, только по этому критерию. Если вот даже говорить о простых вещах, то, например, дети, внуки великих известных писателей Якутии советской эпохи, да, уже говорят чисто на русском языке. Они уже не владеют родными языками, только по этому одному критерию. И можно сказать, вот то, что сейчас мы наблюдаем, это вот этот этнокультурный ренессанс. И этот этнокультурный ренессанс, мне кажется, однородное явление с русским серебряным веком. Ренессансом русской культуры, это конец 19-го, ну 20-е, 30-е годы, грубо говоря, 20 века, то, что мы наблюдали. И вот этот русский ренессанс, этот контактный ренессанс можно вот как раз связать с той якутской интеллигенцией, которую мы сегодня в самых первых исторических докладах услышали, да. И вот этот 30 лет как проект демодернизации с точки зрения промышленной, сельскохозяйственной, Анатолий Афанасьевич про это очень подробно рассказывал как раз, да, и технологической. И поэтому в рамках внешнего, у нас вот этот 70 лет, это внешне все-таки можно обозначить модернизация, то сейчас наступает эпоха внутренней, органической, этнокультурной модернизации, когда мы уже в большинстве своем овладели на уровне метафизики модерна вот этим символизмом модерном и можем реализовать в аутентичных, культурных, в том числе и этнокультурных формах свое саморазвитие. Поэтому, мне кажется, сейчас наступает очень интересная эпоха. В этом плане можно как раз сказать, вот та 30-летняя демодернизация промышленная, сельскохозяйственная и так далее, вот все это надо обратно наверстать. И плюс развитие, вот если брать относительно технологического развития, это наукоемкие технологии, вот эти холодовые технологии, то, что когда-то начали школы Владимира Петровича Ларионова и так далее. Работы очень много, причем интересные работы, научные работы, культурные деятельности. Вот в рамках вот этого я бы хотел вот этим сегодня как бы закончить свое выступление короткое. Да, это тоже культурологический, цивилизационный подход. Через этот призм рассмотреть то, что вот мы сегодня говорим о столетии образования якутской автономии, о истории развития народа Саха, но и других народов. Это один из важнейших аспектов рассмотрения. Так, ну что, теперь... Так, хотелось бы на несколько минут тут уже обменяться мнениями, предложения и так далее, спорные моменты поспорить, подискутировать. Минут 10 можем? Так, пожалуйста. Кто начнет? Можно, да? Да. Пару слов сказать? Да. Да. Вот, все упирается, конечно, в феномене империи. Вот, Евразия — это сильные очень тенденции с глубоких еще тюркских каганатов, с империи Чингисхана, где, кстати, автономии всегда существовали. Но закономерностью любой империи, будь то это Гитлера, Наполеона, Чингисхана, является вот стремление к границам от одного океана до другого океана. Понимаете, и там включение там Белоруссии, Украина, оно не поменяет ни в коей мере вот природу или не трансформирует какую-либо конфедерацию. Что такое конфедерация? Вот конфедерация — это есть Европейский Союз сейчас. Когда маленький Люксембург, какая-нибудь там Голландия маленькая, может там веское слово встать и сказать свое слово. И остальные там государства с этим будут считаться. Вот, поэтому в 20 век многие империи распались. Вот Османская, Австро-Венгерская, Германская, Британская империя распалась. Вот, Советская. Да, советская. Вот, поэтому тут империология, вот как теоретический вопрос империи, да, природы империи, вот это надо обращать внимание будущих семинаров. А вот имперская психология мышления здесь есть, существует, Егор Петрович? Да, несомненно, существует, да. Хорошо или плохо, как тут быть с этим? Так, пожалуйста, кто еще? Какие мысли, идеи?
Да, конечно, Анатолий Афанасьевич. Ну, вопросы конфедерации, мне кажется, Европейским Союзом не надо путать. Там механический союз. Чисто механический. Тут и речь идет по отношению создания единого государства путем объединения самостоятельных государств. То есть такого опыта у нас не было. Но если на встрече пойдет, допустим, Белоруссия и первым покажет, наверняка другие могут тоже идти. Почему я говорю, такая необходимость нужна нашей стране, когда мы были едины вот, в общем составе, у нас по всем направлениям были значительные успехи достигнуты. Они это прекрасно знают. Поэтому для объединения всех этих народов вот такая форма на какой-то период времени или даже на длительный период времени мог бы дать. Но для этого надо теоретически разработать это, быть лидером вот этого союза, это тоже очень важно. И самое главное, иметь конкретные цели, задачи и решения основных задач этого единого государства. Например, о России можно было бы это попробовать. Это первое. Второе, и мы провели несколько вот круглых столов. Вот в связи с столетием победы Октябрьской революции мы собрали большой материал тоже для публикации в связи с юбилеем Карла Маркса, Ленина. Вот я просил бы все эти материалы как-то собрать и выпустить в едином сборник, чтобы все-таки были опубликованы те идеи, которые высказаны. А так не будет заметно. Через 20-30 лет скажут, что же делали Якутии. Ну, были кто-то вспомнит, дискуссии были, круглые столы. А где ваши материалы-то скажут? Нету? Да. Видите как? Поэтому я просил бы много таких. По Октябрьской революции мы большой материал собрали. Материал редактированный, готовый. А вот последние материалы можно собрать, сделать, подготовить. Алексей Николаевич, это предложение Объединенный ученый совет мы должны попытаться продвинуть, вот это издание. То, что Анатолий Афанасьевич говорит. Так, пожалуйста, вы хотели... Хорошо, я тоже скажу, да, по итогам круглого стола. Конечно, колоссальное развитие получила наша республика на сегодняшний момент. И с одной стороны, если касается вот нашего доклада образования, и мы показывали им, как вот высшее образование развивается, институт был, там 6 всего человек было с высшим образованием. На сегодняшний день это колоссальный большой университет и так далее. Да? Ну и вузы, которые здесь расположены, 5 вузов есть. Да? Поэтому, что касается развития образования, как бы население Якутии, большинство образовано, и большинство имеют высшее даже образование. С другой стороны, все докладчики, что касается демографии, хуже, да, это же основной показатель. Что касается нашей суверенитета и так далее, хуже, да. Еще можем даже вот после доклада Игоря Михайловича Ларионова есть опасения того, что действительно это будет. Но вот сегодняшняя ситуация только, видимо, помешала тому, чтобы вот к этому сбыться, видимо. И это к этому идет. Что касается вот стороны Нерингри и так далее, практически там они практически свободны. И что касается Мирной тоже. Поэтому здесь, видимо, по всем вот направлениям, которые мы сегодня обсудили, и социально-экономическое развитие, и совхозы наши, и сельское хозяйство, видим, что то, что мы когда-то имели, начинаем что-то терять. Это есть большая опасность того, что в будущем вот эта проблема станет. Поэтому необходимо здесь, видимо, действительно какие-то
принимать меры Да, конкретные. да, Спасибо. действительно, что касается нас, научной общественности, обществоведов, вероятно, некая серия круглых столов по разным аспектам. Скажем, проблема идеологии поднимается здесь. Проблема, скажем, предстоит реформа нашего парламента, так беда Илтюмен. Как тут, в каком направлении, когда все это как-то принять участие в науке, я имею в виду. Одно дело там, значит, правительство в кругах, это само собой, но ведь участие науки, мне кажется, здесь очень актуально. Но и потом и другие проблемы, которые сегодня поднимались. Поэтому некая серия круглых столов, вероятно, нам, нашим объединенным советом, вероятно, напланировать. Пожалуйста, у кого еще? Да, Иван Иванович. Пару слов. Ну, конечно, сейчас времена уже не те, поэтому свободной дискуссии, свободного разговора на разные темы сейчас очень трудно становится. Пока война идет, но я вижу, что она будет расширяться. Запад готовится к прыжку через НАТО. Польша желает иметь атомное оружие, поэтому международное положение у нас очень трудное. Поэтому и плюс еще тут разного рода санкции. Сейчас Америка готовит еще санкцию дополнительную. Полностью нас зажат со всех сторон. Поэтому наши разговоры по некоторым актуальным вопросам могут быть так мертвы в перспективе. Будем говорить, а практически не можем. Без Запада пока, без их технологий, без их средств массовой информации, сейчас работа будет очень трудна. Но невзирая на это, я думаю, работа будет продолжаться. Но вот отношение первого выступления я немножко пропустил. Вот Конституционного суда ликвидировали. Республик, да, вот они конкретно и ставили на место нарушение законов в политическом государственном плане. Сейчас все это споры наши с центральной властью и внутри у нас будет рассматривать обычный гражданский суд, как раньше. А раньше Верховный суд нашей республики, один судья решал статьи Конституции, что это незаконно, надо отменить. И все. А вот после, когда суверенитет получили, когда начали суверенитет, большей части это именно мы самостоятельно принимаем законы. Вот как я юрист так говорил. В экономическом вопросе Анатолий Афанасьевич доходчиво сказал. В чем именно? Поэтому сейчас стоит проблема, как дальше будем. Наше слово никто не слушает. Да, субъектом. Все оттуда отправляют, 15 дней дают на размышления, и местный парламент бегает, собирает кого, слушает формально и отправляет свое заключение. Если таким методом пойдем, ну, от нашей государственности наверняка будет очень тяжеловато, серьезные вопросы вырастут. Поэтому я еще раз говорю, вот тут наука, сила наших ученых должна быть начеку, идеи хорошие. Не надо нам вот большую часть своего выступления ругать наших родоначальников, Ленина, Сталина, там, интеллигенцию нашу. Все это истина есть, все рассказано, история подтвердила. Поэтому нам наверняка надо по-новому. Вот круглый стол собрали, тема-то ничего, вот образование СССР и современность столетия образования СССР. Мы вышли из темы, начали все тут в полном объеме. В следующий раз, я думаю, организаторы учтут,
что раз тема задана, раз приглашенные к этому готовы, надо с этого начинать. А начинать там с 17 века туда-сюда. Это специальный вопрос можно организовать. Корни где, как было раньше, и что они нам дали вот современного общества. Это другой вопрос. Да? Там надо Дыгына поднять и все поднять. А вот сейчас история дает нам шанс в связи с столетием по-новому думать. Опасно со всех сторон. Или мы будем, останемся республикой, государством, или мы превратимся в рядовой область, а затем вообще объединить, соединить. Вот как Забайкальский край сделали, там маленькая раньше была национальный округ Бурята, их сейчас нет, проглотили. Общие знакомые рассказывали, как им трудно, вообще веры никакой. Мы можем запросто так превратиться. Поэтому, вот раз мы темы выбрали, мы должны очень глубоко пахать по этим вопросам. Ну что мы выиграли, когда Конституционный суд ликвидировали? Мы могли оставить. Нас никто не насильничал. Хотя там приняли закон, а там запрета нет. Мы субъект сами можем решить. Они нам подсунули совет, Конституционный совет. Никчемный, ничего не решающий. И очень плохо, что вот среди наших ученых, юристов, докторов наук по правовым вопросам, ну, есть коллеги наши, которые вообще хотели парламент нашей республики практически ликвидировать, оставить там 30 человек, заниматься только писаниной, законотворчеством и больше всего. Нету. Вот поэтому, конечно, голова совершенно верно дал время подумать, или оставить прежним, или по-новому сделать профессиональным. А слово профессиональный вы все знаете. У 100 ученых, они все профессионалы. У 100 депутатов тоже профессионалы. Там не просто там посадить юристов только, чтобы они писали 30 человек. Некоторые крайне так говорили, зачем нам тратить деньги, 30 человек посадить юристов, они будут писать. Ничего от этого не получится. Поэтому моя просьба по этому вопросу поддержать надо парламент. Сейчас уже все, сейчас 70 человек останется. Выборы будут проходить по старой схеме. Пока это так, нам нечего играть. Кошка-мышки, вот когда трудно стране, родине. Наверняка сейчас все те мероприятия, которые планировали, они будут сведены на нулю, и мы будем определенное время жить по-старому. Вот так. Хорошо. Ага, поэтому я очень прошу, вот как в перспективе, я уже говорил, там 4 момента, вы нам подскажите, практическим работникам, ученый народ, как вот суверенитет понимать? Так, хорошо, действительно. Как сделать так, чтобы действительно мы сильно мы были, как государство, а не пустой звук, статья 5. Сейчас превращается в пустой звук, чтобы глажить, чтобы народ не шумел. Ага. Так, значит, тут, да, действительно, вы поставили ряд вопросов. Действительно, когда мы это круглый стол, во-первых, по данной теме функция такова: просвещать народ, то есть говорить об этих событиях. Молодежь не знает. Это функция науки, не только науки, вообще с этим у нас проблема насчет просвещения, да. Вот сегодня мы пытаемся, да, что было в 22 году конкретно, да, а народ-то знает об этом, забыли, многие забыли уже, так? То есть проблема просвещения людей вот об этом. Ну и второе, здесь в науке, ведь историки, философы и другие
экономисты в своих исследованиях, с какой методологической позиции, с каких положений надо освещать проблему, раскрывать проблему. Вот сегодня я, может быть, извиняюсь, есть некоторые тут моменты, которые то, что мы думаем, сами мы еще в этих вещах разобраться хорошо. То есть кто занимается исследовательской работой. Ну и в-третьих, Егор Михайлович, правильно говорите, конечно, власть есть власть, наука есть наука. То, что мы говорим, иной раз кажется только говорильня, да? Так и остается. Однако, действительно, то, что за круглым столом в наших конференциях проводится, я думаю, какой-то базовый ориентир для принятия каких-то управленческих решений, каких-то концепций, планов крупных, которые разрабатывают те или иные структуры. Вот. Как раз они могли бы действительно базироваться на эти фундаментальные теоретические вопросы, о которых говорят ученые. Так, ну что, все, да? Спасибо большое за участие, за идеи. Я думаю, очень плодотворно мы с вами работали. Давайте до следующих встреч.